الله أكبر 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 الله أكبر. Nosso saca DS sanamente di bosque sono goyo ruin şu da etken şu oluyorsun. Ay mı Dela, маш долу шедиш. Севет шедик диколи квил. Даязу шушо шевист кылцалу шевист махилиш кучаха. Таня, قير مني زومي دي даязу шец шнаган خزي درهانا دقنا عيادة دو بودي جيرت عناغن نت. Рем сашие хун дезде шво шво. Дела бودي بوخل دي чику яц. Нах дука бочер яза юдихар до дела и авера. Вож авера. Нах дицек там кучу ули. Яр канал юш яц шун бودي гдеза. Яр канал, яр телеграм, яр YouTube, яр чат, TikTok, абсолютно кунзбал ши, хуна окви ши, херца дуашки ши, дела цаунду кор эйнигет. Я штли швац бودي геш, дицек веценник диз дела муга. Нах элчим. Büyükken ha işte işte şleva bu onu bir ara nicht kolaro oder nach dir gedingen die Deutsch was was wurde jetzt nach an diese bu korona jetzt zehn kennst du die Jupa will die stehen nach an viel üschige sind die noch das ja so schon nach da koder haben strahlen bu schon der ist gut so ist nach seine Saison das sind die ich zaborg Wasser Бог бешмишем, что ахчо юч ауш ашбор, ой, это ночью коман, да, вот, а чем сам бы бацати, что шаме, ой, ночью ком сиде, ой, ночью ком яхе, ой, ночью ком, ну, мазлуе, вилкбе, гулкбе, ларем, ой, барем, ой, вообще мелдик, ой, хилик, ша, мелдик, харчин, иш, хака, дугадин, кукскил, песен, сусвон, схотюке хакан, İşte ihtiyaçونه, işçilerçiونه da ihtiyaçları da değiştirir diyor. Da distul koyuyor. Kitapı da niç var. Ve de kibaş. Niç kılırsa yeterli yet ya boda geç. Seçim bu işte bu mesela noçu o. Ama bu kirayı da koyla. Kıraç çabuk. Şimdi piyetem. Bana bak da ya bu bak. Bu duyha. Ценник, ажник, кайну. Нисо. Харцу, нисо, нисо, харцу, держи, шушуш, иш, дац, да, войник, ценник, ду. Ой, догвой, ценник, цанин, зизулом, фелицаля. Цанниц, Москов, дац. Я цанни уматер, кич, дац. Я цанни, цедеши, вех, веш, боб, датки, бабуши, дац. Вайвешун лара до вайвешун диз тивеник вай ти лоц лара гавючу а вот васица цеш ишца кунду хой куша дюш иш мейду кармашра мейда да мукла вай мелда кио да кио вай даца кио чмета кио чар кио иш вай гдейшка вари дейшка да вай новчика мелду иш кадек на дуй вай ксаслу дац итани дексаслу дац Я слушал хала их анвай ваш кадо шадек тыга дубош елшадат и что и нохчиш нухабу хундуху да куёшдек унда что и нохчи дуй митче вай дахче не что вай югдала диче вай нохчи ду хира ду цахил ишяц хунд элче хамитче вахче дуния нитня и хавохч саму за ухундой за устяни квартбех ни цана ягаям фечил их ни раскаш дишки Це олца і бусал волі. І бусал был кирк. І вичуга бусал дин цаня озраскаш не тавакне. Нохчу мат бючар. Ишт калвакне. Да ловати. І ябатхун. І зулам да дойти. Бусал дин царх. Бусал дин яхду олі. Бусал дин бях олі. Так, і надізан чуда. І хил чуда. Хай бусал дин кир да долі. Нохчуш дишну ішедик. І бусал дин да долі арбошин. Да, і бусал дин арбошин. Мадридс. Цедин дуице секта юрис. И нохчиш дишту шамело бюро ице вей си дадалер, вей бядалер, вей вахтадер, вей гук, вей аренстол, яцахдол гук, гылдалер, шамелдерг, нохчиш дишту юрис. Сунах вей кит юрис, ицакитиш, вей цакятчу, ицакитиш, вей нах, сунах гук хирдац, гук хилацахил.
Düş nu kuca isketuna kıgul kılatsın da ya hins atay bu hins olsa bu hins hiter bu ortso hizuşa hokti de lak bu tişluş tişlo mit boş. Hadi ya hins met bu arabası tiş elçimet met boş. Çünkü işte ya Spücher, schmeckt nur das, ist dann Hurst, dann Kipi, Löser, das ist Düschnuch, da. Zum Dilla, aus Dinzani, aus Islam Dinzani, weil ich das durch, aus Raskisch, Killerborn, Halbor, Zertani, Diasch, Siasch, Mosu Au, Jemaz, wo ich noch Schjuppe, noch mal Büchel, Josasch, Zer, ich bet Tachkelbosch, wo ich kriege nach Sudrik, die umschildert, ich muss auch den Tiotier da durch, ich noch kommen, Düschnu Boy ist, ich noch am Dechmadeit Boy, Dechmalu Boy, wo ich durch, und Malildi Bochuna, ha, Dünyen Huma Day, ja, weil zu nach Ardache, der Malila Boy, Metüla Boy, ich Diesche Boy, ich Oran hat jetzt, ich Wachai, wo ich mit der Boy Oran, da dachte ich, Ши Долча, Налу и Корана. Вой Амуд есть Коран, ами Библия, ами Ветхий Завет, ами Талмуд, ами Шамел, амдеш, вахош. И Коран хаетиш, так, значит, что бусал динча, что вахоши, о, дина, присура дюш, тючадо, что вахош, теллатош, тюча, наксан, хадис саница. Хадисти цан аун, ти той штила, тafsir чаш, твоан, и хадиса диш, ю оц хадис ча, вош хадис, пейху душунца, оц вук хадис ча, вош хадиса доузитер душунца, иш доузиш, иш дитсан, дитти урмишсан, иш масума, наксан шушун, дин диеза, и дин шу, эхте и рештила. Амдеш, и дин вахоши. Нех тюниш, глацу дош, инс масит, матнишка, новчиш, биц, мат, бу, Raske macht jetzt der Technik, Ingels macht der Duschung. Zeitzenze, Dochkodosch, Gotschdidosch, Ispanski macht da, Franzusi macht da, Nemzoi macht da. Wow, musst du mit nicht gerne schon. Die Tasslos, Freddisch, Raske, Dochsch, Dachsch, Raske mit da. In der Hallo, Firway, Ezer, Zabay, Krul, Freddissa, El-Bukhari. Aus Raske, Dochsch, Dachsch, ich mit die. Ingels macht da, du ist Klutsch mit nicht da, du Arbo macht da, du Schamader. Zijn eerste Arbosch echt niet dat. Arbosch literal dat zo dat je zegt zijn, je zegt amels zijn, zegt zij aardig zijn, je boezelt din als moesmachmans daar de halve dingen dat hadden moet je ook amels. Zo dit zijn in mix doe. Zegt din doe het zegt sector is. Ja schleden is het dat zo schaft aan zeggen. Maar zo bin olie gewoon kwel dan zeg. Weet nog dat je moet doen. Иштвагуш, диже дюш, андеш и бова, кыман мацабовой. Войцабо и даг, ди, чундяхал дол, бусал бин дадак мацабо. Шей долчак, вилды, сюли вела, пивик вела, греб, чиргизой, гребарт бой, кидол камеш, казаш, виш, таташ, удмур, дойк, башки, пивацвей, арбо, турк. Так, алилдетиш. Тяф пиздался юшвой. Абусал бой, абусал ва, цехум дуйза, алилде, хай нохчол дилуша, хил хук. Gözden gül hay moch, hay lamas, hay watch, kaldoş, dızdeş, şadeş, yılmış u nohçu, Ludwig, Tegwig. Zündel, wey beşvo, bol, ya din gehalbats, wey adüş duiz, wey ama duiz, ta, galde aluma dats, İstanbul, du, wey doş, wey tilat, üş dats, wey meç, o, liçe, wey yuga lala, wey liçe, wey tar, os arboş tilotar dats, tar, wey doş tsafit, tar, zgulk, ohter, janacha, Церна, войо шей кул майкелер бюро сынхит. Ишт хитсен кибонах, кидо пянш туркшна хит. Туркве буй цец гулкылчан хаун. Цар ол шейхисен тяхен шушугули. Анех сынхит цен вой. Ишт букку цец. Таймилше дина шу опос вистольчу. Там олицуна шу вошу. Zunge zer amal muju, zer dogwal muju, zerwein mugu, zerweits hakush bom, ja, zerweits beshbom, bal mugu, ins raskish mugu, weits jemmer, ische buk jemmer, die arboy, die turkoi, weits jemmer bukish, wei, ist schein, pedach, dolchkeper, lielush mutzar, skela kushwei, wei liedish, os raskish molil du, zana chukush, wukana chukush, ist wische, bo arboy turkish, wei zana chukush, wukana chukush, Шейк
Weikwich seine Scherupsdeutsch. Zu der Leute, ich Sandal diese. Ah, die Hummer da, gesagt, ist der Hummer da, das Rosch ist gern, oder sie, Schischbau, die, weil Rosch ist haben, weil Hummer da, so richtig. Da, das, was wir schon nicht da so. Hat nicht viel. Ich sage, ich sage, ich sage, ja, sie da, oder du. Ich habe halt das Rosch ist, den Gätsch, dann Gätsch, hat doch Gätsch, doch, der Rosch ist, sagen wir mal das, Havel, hat er ein Wort, diese und diese. الكتاب دو كتاب دو القرآن دو سودا دو شد أولا وقرا هردو يازم دو هم التحديث عدو متى إيش لازم دو إنجاز متى إيش لازم دو ديمان متى إيش لازم دو إيش تعتر دو كيلوت إيشو شو تلاتي بعد يلا تحس بوش إدو سو مو خد واحد نجي تحت إنسان خيسو من ده دو ده هو حقوق ده أول مكسم هلا ليودي إز نعم تيما بيس هلا ليودي أخذت تخونتنا. هم هات يتكلم عن أربعة دول شو كل داليو. تيرو هات يتكلم في موضوع جديد. إنه كل شيء في تعامل مدرسة. ده سيد شو بس ماشي دو ماشي ماشي. إس دوش قول اللي هو لغة أكتر كويس. جوري عليها. فير هو شويش. فير مش هو شات. جوري. It's dela uma versão It's hoje sei onde ja geht so wie uns ich meld die so aldolos net شوش حجوز гури аляца сура Коран шадушун биргалdo душун его так каналом хай про гури в Коране написано в таких-то сурах и аятах в последовательном порядке мы сейчас зачитаем чтобы было ясно и понятно кому интересно идите и читайте на всех языках мира. Сура 2, аят 25. Сура 3, аят 15. Сура 4, аят 57. Сура 37, аят 48-49. Сура 38, аят 52. Сура 44, аят 54. Сура 52, аят 20. Сура 55, аят 56, 58, 70, 76. Сура 56, аят 22, 23, 35, 38. Сура 78, аят 33. Пожалуйста, идите, читайте эти суры и аяты, просвещайтесь, учитесь, постигайте знания ислама, проникайтесь этими знаниями ислама в священном Коране, в мудром Коране. Идите и читайте, ничего страшного с вами не произойдет, не бойтесь. Принимайте правду такой, какая она есть. Принимайте этот Коран таким, какой он есть. Не старайтесь его исказить. Старайтесь его спутать, наговорить, унизить. Просто берите тупо, садитесь, как говорится, и читайте. Познавайте святость, мудрость Корана. Это называется просвещаться. Просто садиться и читать своим мозгом, своим рассудком, своей головой, сидеть, читать и анализировать. Так, я на этом сейчас закончу свой разговор. К нам присоединились наши друзья. Всех приветствуем. Машло, Юлатаха. У нас в гостях Анонимус, Ирса, Флайнг, Датчман, Карен. Приветствуем. Карен наш самый преданный, хороший друг. Жиши, Серло, Криксраун. Тикенский боевой ворон с скандинавским окрасом. Ханна, Лейла. Великий терапевт, психолог. Балерина, все в одном лице. Нашел. Доктор Барменталь. Чего любой. Доктор Барменталь. Вечно. Вот так вот. Всегда с улыбкой, всегда смеюсь. Чего его говорить? Да, рискали, машина уж, я дышал, мистил. Маша думал, что этот диагноз острой шариатской недостаточности, он как бы, я вижу, что начинает иметь какие-то изменения, надеюсь, в лучшую сторону. Поэтому работа продолжается, усиливается, и прописываем новые как бы рецепты. В общем, работаем дальше. Иншаллах, острая шариатская недостаточность, а может быть и чересчур достаточность, мимикрирует, но мы всегда новые рецепты выписываем, новые препараты придумываем, разрабатываем, тестируем. Все для наших братьев, только так. Для наших ихванов, родства не помнящих, альхамдулилля.
Лейла, как там насчет балерины? Как у вас в школе есть набор на балерину? У вас эти специально выдаете или надо все-таки покупать, когда к вам приходит? Пуанты называется это, когда начинают девочки заниматься балетом. Вы в школе своей выдаете эти пуанты или надо все-таки покупать их и приходить к вам? Не могли бы вы вести Я в школе работаю, да? Ну же балетную школу же вы открыли уже 3 года. Вы занимаетесь балетом тоже. Мы же знаем. Хорошо, не знала о своих талантах. Сами с балетом, мы знаем, вы работали в балете города Краснодара, Ростова-на-Дону. Вы гастролировали много. Мы это все знаем. У нас есть о вас вся достоверная информация. Поделитесь, Лейла. Вот когда к вам записываться в школу все-таки? Надо самим Никогда не покупать была пуанты? ни в Краснодаре, в Ростове, я не знаю, была или нет, не могу сказать. А? В Нет, Краснодаре это не точно важно, не не была. важно, это не важно. Не уходите от вопроса. Все-таки надо пуанты девочкам покупать или вы там выдаете на месте? Обычно форму любую выдают в спортивных секциях. Я записывала дочку на карате. Тут карате называют, не карате. Выдавали форму. Сами они там же. Понятно. А форму они выдают обычную афганского пошива, пуштунского или хазарейского. Кстати, сейчас новые объявились, балуджистанцы. Вам знакомы вообще балуджи? Нет. Я увидела у тебя в ленте их и в первый раз услышала у вас тут. Мусульман, да? Хорошо. А вот в вашей школе есть другие национальности? Присутствуют в спортивной вашей школе? Как вы с ними работаете? В Европе вообще интернационал, все национальности есть. О какой школе речь идет? Вене, у меня нет никакой школы. Не надо не сказать. Ну, медресе тогда. Вот вы же открыли мусульманскую тоже школу отдельную, диверсионную. Там какие вот присутствуют? Больше Вене не эмакиса, не как на русском сказать. накидываете, да, вы хотите сказать? Да, не накидывай. И верите своими талантами. И мужчины хочет что-то сказать. Говорите, Ананиус. Маршал düşük masarga. Сау малу швацу. Я просто приход хайтерсуюсь, аунчем. Можно поделиться? Ханов, эмакиса, алчи. Поделитесь, где вам понравилось? Вот хайтерсу. На что у вас такая реакция была? Не, на эту шутку была реакция, просто приход хайтерсу. Помните шутку, если не сложно? Мы Я слушаю. Про шутку просто напомните, нам интересно, какая именно шутка вам понравилась. Ну, как вы разговаривали, просто мне немного, приход хайтерсу. Ну какая именно момент? Шутку хотя бы. Я не знаю, что сказать. Я слушаю, мне интересно. Все понятно, да. Ну, если нечего сказать, всегда говорите Маша и Алла, Инна и Илья, как все мусульмане, ихваны. Присоединился... Да, Маша Алла. К нам присоединилась точка. Неизвестно кто. Еще одна точка. У нас 2 точки, кстати. Разные 2 точки. Так, давайте все-таки дадим нашему величайшему воину, военная разведка, фронтовой журналист, участвовавший во всех передрягах по всему миру, во всех уголках земного шара. Также был парашютирован, имел несколько контузий, работает с видеокамерой от плеча, с диктофонами. Кстати, был запущен на орбиту, между прочим, нашему чеченскому боевому ворону со скандинавским окрасом Криксран Урукхей, если у нас слышит. Урукхей, вы нас слышите? Машу Думасяга, да, слышу. Не Урукхей, а Урукхай. Все понятно, но это мы специально вас поддеваем, чтобы вы нас Да. поправили. А зачем ты секретные материалы раскрываешь?
Мы это не сказали бы, вы бы не ответили. Мы уже знаем вас, как бы сейчас. Радио, как это называется? Радио тишина. Я думал, ты сейчас скажешь радио Маша, что ли. Ладно. Радио Маша. Кстати, Наши братья. да, Маша думался, как Маша. Кстати, Салaf наш благословенный, ты про Гури рассказывал. Ты слышал про таких женщин, как Фурии, древнегреческой мифологии? Знаете, мне что смешно стало? У вас очень Их острая еще называют тема. Эрини. Да, Да, вот и, кстати, их да. острая интересует тема Гури. Вот. Объясните, почему. Нет, ты когда начал, я вспомнил этот момент, что есть такие женщины, как Фурии, их еще Ирины называют, в древнегреческой мифологии, они упоминаются в Илиаде, там, в Одиссее, там, ну, многие места упоминаются, но такие страшные, такие бабы, одним словом, тоже такие полными грудями, такие страшные, такие, ну, здоровые женщины. И я подумал, может быть, это про это, так как наш бедуин путешествовал с караваном везде, и, походу, нахватался этой истории и собрал такую сказку своеобразную. И вот как раз над этим размышлял. Не, знаете, еще, что Урукхай так живо откликнулся на тему Гури. Кстати, вот эти вот Гури, если так представить, да, человек сидел так и думал, так, какие же мне там нужны блага. Так, Гури. Я так сейчас, знаете почему? Вот так думал, какие они могут быть Гури. Волосатые, не волосатые. Белые, не белые. Может, они хоть обычно, что маршрутка. Не, вот мне нравится, например, описание, например, Гури. Могу тебе зачитать из хадиса вот это, ну, Сахих аль-Бухари, да, там, если не ошибаюсь, так, да, вот прочитаю хадис. 3254 передается слово Абу Хурейре, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах, и приветствует, сказал, короче, наш пророк Мухаммад, чтобы вы знали, какой пророк. Своим обликом те, кто войдет в рай в первой группе, будут подобны луне в ночь полнолуния. Те, которые войдут туда вслед за ними, будут подобны самой красивой и ярчайшей планете на небе. Так, планете. Какой планете? Они же думали, что это снаряды, которые изгоняют шайтанов. На небе, излучающие свет, сердца их будут подобны сердцу одного человека, не будет между ними ни ненависти, ни зависти. У каждого человека из них будут по две жены из числа гури. Костный мозг каждый из них будет виден сквозь кости, плоти их голени. Костный мозг. Вы понимаете это? Вот такая красота. Этот хадис передал Аль-Бухари, 3254. Также Сахих Аль-Джаллейни, 2565. Вот такая красота ждет. Одним словом, насквозь все будет видно. Органы там, костный мозг, там кишки, все, короче, ребята. Вот такое прекрасное творение нам обещал Аллах. Кстати, благословенный наш Салаф, я вчера послушал, у вас был эфир, ну, слушал и смеялся, очень понравилось. Какой момент вам понравился? Объясните. Чего? Момент вам понравился, где вы смеялись? Ну, вообще полностью понравилось, вот когда Степан зашел, да, вот с этого момента понравилось. Да, дядя Муджахид Муахид Степа. Он жесткий оппонент, да, вообще не слушает никого, он жестко оппонирует. Не, он мощно, прямо жестко выносит такфир, да, всем неверующим куфарам. Он не слушает своего собеседника. Нет, вчера это было что-то новое.
он вынес такфир все исламской умы, вынес такфир самому Аллаху, самому нашему любимому Жестко пророку вышел, да, он Мухаммаду. сразу жестко отправил в нокаут, да, всем сделал такие все. Давай. Да, дядя Степа, мой как бывает, да? Ихван, дядя Степа был, маму, показал тебя с другой стороны. Все его как-то так видели, а вот здесь он себя вообще показал с другой стороны. Да, ну, ну, это наш брат, работает на спецслужбы наших, как бы среди мусульман Ихван, а среди это самый, наш брат во Христе православный, альхамдулилля. Отъявленный ФСБшник, на самом деле, отъявленный, просто отъявленный ФСБшник, знает все вот эти методики, всю эту методу. Кстати, он там вскользь там вспомнил про методы, которые они применяли на Лубянке, река Яуза в Москве, как они топили людей, как они мучили. Ну, дядя Степа жесткий парень вообще, с ним лучше не шутить. Да, кстати, вот эта методика, но она изощренная такая. У варяг это самое, во время Рюриковых там это было, у скандинавов это было, но они что делали? Они завязывали чувака за ноги и за руки и как бы через лодку вот так крутили по воде и по суше вот так вот, как бы такое наказание было, если провинился в жестких грехах там. Реально, если человек провинился, но тут у них вообще изощренные, там, протаскивают по реке, там, все такое, более такое изощренное. Они очень жесткие ребята, на самом деле. Не, у них эта методика налажена, поставлена на конвейер. Они жесткие парни. С ними лучше не шутить. На самом деле мы их боимся. Вообще вот эти вот муджайды, мулахиды, ихваны без родства не помнящие, муталины, это вообще, это что-то с чем-то. Как они вот, он рассказывал же, как они цепляют за ноги по реке Яузе, там, таскают, чтобы, Да, и это самое, как бы, и не убивает при этом, да, но вот так мучает, да. В Америке есть специальное такое, по закону разрешенная пытка, это самое, я не критикую, это не убивает, это, где-то некоторые места, да, если есть реальная опасность национальному обществу, если есть какой-то террорист и так далее, то, конечно, применяются пытки, смотря где и кому. Если это приведет к жертвам, если не запытать, да, и как бы я против этого ничего не имею, и только поддерживаю наших братьев в этом плане, да. Тем более нас финансируют наши братья, да, мы полностью с ними согласны, альхамдулилlah. Есть такое, но это официально говорится, это не отрицается. А у этих нет, они говорят, не-не-не, мы ничего не делаем, они сами все признали. Даже если там украл какое-то яблоко, там тоже это могут навесить там какую-то статью там, если не раскрыто есть какое-то дело там, сказать, что вот этот чувак это сделал, дают ему подписать, короче говоря. Что гумдух, короче, они везде это применяют, а вот в Соединенных Штатах это определенных местах, где попало, вот не применяется, только потенциально опасным чувакам такое делается. И плюс они открыто пока это самое подтверждают это. Если есть психологическое давление, если у них есть 99% уверенность в том, что человек совершил какое-то преступление, если особо тяжкое преступление, да, там, маниакальное такое, если какой-то психопат что-то сделал, или вот, они применяют такое психологическое давление, жесткое, и как бы против этого ничего нету, как бы. Даже если у него доказательства нету, они будут там, отпустить человека, так как отсутствует доказательства, но они представят к нему какого-то детектива, да, и он будет ему просто психологически преследовать его, да, вовсю, как джин, который преследует человека, чтобы зайти в него, там, да, вот так. И в итоге ему самому приходится там прийти с признанием отдел полиции сказать, потому что его везде преследуют, и он не выдержит, и он думает, если я признаюсь, хотя бы так меня оставят. И он показывает, где труп. Даже если он признается,
они сразу его не сажают. Ему говорят, где труп, покажи, где орудие убийства. Все это фиксируется на камеру, там, все это просто так ничего не делается. Так что в этом плане наши братья очень хорошие, как бы мы гордимся этим и не лицемерят. Наш журналист с военной разведки вообще, фронтовой тоже журналист, боевой даже, боевой журналист, все знает, все раскладывает, как есть по полкам. Вопрос можно вам задать? Да, конечно. Только если вы не будете требовать раскрывать секретные документы, Нет, секретного секретную ничего нет. информацию. Это Хорошо. информация, доступная для широкой публики. А почему, на ваш взгляд, вы являетесь экспертом все-таки в этой области? Индия с Пакистаном, как бы у них конфликт затух. Почему? Потому что Трамп дал сверху приказ, а ну, ребят, давайте прекращайте. А от кого приказ пришел? Ну, от кого? От нашего брата Трампа. А, наш брат, да, это вы думаете, Ихван все-таки, да, как бы, Ахи Да, позвонил, сказал, перестань, да? да, наш православный брат Дональд Трамп. Да. Все-таки он хороший, да, парень, на самом деле? Я его лично, честно уважаю, очень молодец. Мы работаем в тесной связи, в тесном контакте с ним. Он очень гениальный парень. Ну, как сказать, республиканец из него, давай буду говорить, как есть, хреновый республиканец. Вот Джон Маккейн, это был реально патриот своей страны, был настоящим республиканцем. А это чисто бизнесмен там, понимаешь. Но в его окружении, которое имеет на него влияние, есть республиканцы. Да, к сожалению, Джон Маккейна больше не то, он больше влияния имел в оказании санкций и многих вещах, да, там. Сейчас в его окружении это какие-то мутные чуваки, как, например, это Джей Ди Венс, да, который когда-то был там ярым левым, а теперь вдруг переобулся под правого. Так что нынешнее, это самое, его окружение мне как бы не нравится абсолютно, да. Как бы, ну, Трамп он такой, Вы хотите сказать, что они бизнесмен. проходимцы? Вы сказали, что они проходимцы по публике, да, вы хотите, обогащаются. Не идейные, да? Нет, не идейные, не идейные. Я вижу чисто там бизнес, понимаешь, Бизнес. хотят А вот оказать. Да. закончите мысль, закончите мысль. Ну, да, чисто обогащение, там, польза и так далее, там, манипуляция, там, примерно история с этой Гренландией, например, как рассказывают, что это самые там люди типа изгои, там плохо живут, но при этом, ну, иди помоги, это самое, американцам, которые точно так же бомжуют, там, наркоманы, возьми жестко, там, за дело, да, там, применяй силу, там. Сначала помоги своему, себе, потом другому поможешь. Так и действует закон мира. Себе помогаешь, потом близкому своему помогаешь. Вот так вот. Понятно. А скажите, Крис, вот исходя из вашего описания этой администрации, из тех людей, которые ее как бы представляют, вот есть ли польза и в какой-то, ну, хоть в какой мере для чеченцев? Вот наш вопрос, как нам с ними поступать, как нам действовать? Вот, на ваш взгляд. Аналитическую справку дайте, пожалуйста, коллега. Брат, честно скажу, нет, брат. Пользы абсолютно нету именно по вине самих же чеченцев. По вине по своей тупости нету пользы. Американские сенаторы еще тогда сказали, пока чеченцы являются мусульманами, то ни о какой независимости речь не может идти. Ну, а они же помнят эти времена, когда был объявлен джихад против всего мира, там все такое. Ну, ты сам знаешь, мне не надо тебе рассказывать. И более того, знают, как настроены радикальные. Нет, вы знаете, коллега, прошу прощения, коллега, прошу прощения, не хочу сбить вас с мысли. Вы так рассказываете, но вы даете аналитическую справку нашей общественности широкой. Мы же не с вами общаемся, вы говорите, вот ты знаешь. Вот вы объясните, что я знаю и что мы знаем. Вы как бы в своей аналитической справке, пожалуйста, немножко объясните, что там произошло, кто кому объявлял войну всемирно.
Ну, этот Удугов, Шами Басаев, Хатаб, которые, ну, вся эта шайка, которая здесь, ну, к нам приезжала, вот они. Вот благодаря вот этим чувакам. Ну и, конечно, они успели промыть мозги нашим людям. Мы это сегодня видим. Они заложили основу, а Россия продолжает дальше использовать этот инструмент. Так, понятно. А дальше что? Что делать с администрацией Трампа? Что мы сделаем? Мы ничего не сделаем. Это сам американский народ, это сам решает. Они выбрали его. Чтобы Это нам лицо она их. была выгодна в какой-то мере. Мы об этом говорим. Чтобы она нам была выгодна, надо, ну, что Что нам мы надо делать? можем сделать от нас зависящее, Криксраунд, коллега, понимаете вопрос? Что Вы мы можем сделать от нас зависящее, чтобы они были нам выгодны? прекращать дурака валять, вот и все. Объяснять же людям, вот вы говорите, прекращать дурака валять. Такой сидит, вот, например, Ихван без родства, и родства не помнящий, он понимает, дурака валять, но он не понимает, о чем речь. Вот объясните, что такое прекращать дурака валять. Ну, вот эта исламская тема, ну, Веня, ты сам знаешь, это самое, видеть вокруг себя все враги там, все нас хотят захватить там, срыв, пластилин там и много чего. Там есть много чего, да, там. Фигней страдать, арабскими сказками надо прекращать страдать. Понятно. Смотрите, вот Криксраунд, вот вы являетесь все-таки боевым вороном, чеченским боевым вороном со скандинавским окрасом, ведете жесткую борьбу, ну вы воин на самом деле, вы воин, вы чеченец, как Гарри Табах там рассказывает, зайдет там и говорит, вы воины, вы чеченцы. Кстати, первый салам даст. Ассаламу алейкум. Я так всегда каждый, ты знаешь, вот ты понял, да, какая аналогия такой. Да. Так, да, у чеченских воин. Смотри, я тебя сымитирую. Так, ассаламу алейкум, да, вы чеченцы, вы воины, вы очень доблестный народ, смелые, мужественные, вы никогда не отступаете. Короче, нас за дурачков принимает. Потом еще такой, так, вы чеченский боевой ворон со скандинавским окрасом. Вот вы ведете жесткую борьбу, войну, не сдаете свои позиции. Смешно все-таки. Вот как им перестать болеть этими арабскими сказками, да, Да. допустим. А как перестать? Легко сказать. А вот как перестать? Есть какой-то там препарат, противоядие, какая-то вакцина? Чем нам заниматься? Чем лечить эту болезнь? Вене, эта болезнь лечится через разум. Больше никак. Противоядие это только вот разум, человечность. Вот, ну, как сказать, это самое... Мало, да, вы хотите? Через совесть. Совесть. Вот что нужно. Совесть нужна. Если у человека нет совести, то он не излечится от этого. Это трудно излечимая болезнь. Понимаешь? Салаф наш. Ой, я всегда путаю то ли Вени, то ли Салаф. Но мне нравится Салаф, я называю. Иначе никак это не лечить. Да. Но и то, если человек сам не хочет, если не убрать страх в человеке, то он не излечится, потому что большинство держится в этой идеологии благодаря страхам. Потому что если посмотришь эту идеологию, она вся вот напичкана страхом, запугиванием, там, каким-то там поением гноем, мочой, там, верблюжьим калом, там, все такое, понимаешь, там, истязать будет, женщина будет там висеть там, подвешенная и все такое. Так что надо только так. Вот, Суна. А пробуждать Да. человечность надо. Из здравого вот у нас суждений, и цунцани, да и логические. Но если у человека отсутствует логика, мы знаем, что в исламе логика, она полностью запрещена, как бы нельзя. Ты должен быть роботом. Это будет тяжело, честно сказать, Веня, понимаешь? Я вижу это очень кропотливую и тяжелую работу. Нелегкая эта работа. Вот вы сказали совесть, вы сказали совесть.
Вот, например, в исламе вообще предусмотрено такое понятие, как совесть? Нету там вообще понятия совести. Да, понятие? Вот ни в одной суре, ни в одном аяте, вообще абсолютно в Коране, ни в одном хадисе, ни в одном тавсире про совесть ничего не говорится, да? Ну, какая там может быть совесть, если там можно там и женщин насиловать, там можно и детей убивать, там все что угодно, врать можно налево, направо, там, э, ну, просто нагло наговор, там, обвинение всех вокруг, там, разрешается чужое имущество, просто, ну, это бандитизм. У бандитов нету никакой совести, они проституцией занимаются, они вот всем занимаются, там, продажей наркотиков, там, похищением, там, понимаешь, бессовестными вот тяжело. Единственное, это лечение, есть вот эта китайская методика, которую они применяют вот над этими сумасшедшими уйгурами. И, кстати, их не Вопрос, просто так. подождите, справочку маленькую. А что происходит с уйгурами? Почему вот китайцы так делись на уйгуров? Вот если есть возможность, у вас есть информация по этому поводу? Да, есть это самое, эти дебилы, я помню еще в 2012 что ли, то ли 2011, сейчас точно даже не помню, но вот примерно, приблизительно вот такое время было. Они взяли это самое, начали выходить вот эти муджахидины, и начали всех налево-направо убивать. Женщин, не женщин, там, акцентировать на то, что они неверующие, что они кафиры и все такое. Вот так. И с этого началось, с этого терпение закончилось. И что он дух? Понятно. Потому что Но это, знаете, вы так как-то сказали, знаете, вы все-таки не развили эту тему. Они вышли, эти дебилы, вот так вот, коллега. Надо, чтобы вот наши люди понимали, вот кто эти дебилы, почему они вышли, кого они убивали, почему они убивали, вообще, мусульмане, что там произошло. но это дебилы, это мусульмане, самая мирная нация в мире, которая самая угнетенная, угнетает, которая сначала угнетает других, потом сами становятся угнетенными, потом которые плачут там кафирам, там рассказывают там, он всем вокруг, что как их там унижает, притесняет там. Это именно мусульмане вот так этим занимаются. Что понятно. И что дальше? Потом, что Китай, что начал делать, вы говорите? Что Китай там предпринял? Почему Ну, они предприняли такие жесткие? ну, А почему они начали их убивать? Подожди, почему они начали их убивать, этих китайцев? потому что они неверующие, вот и все. Ага. А вот до этого что, у них не было вот этой веры? Почему у них сейчас вот такой иман сильный, такой проснулся? Ну, смотри, Вени, Угу. эта болезнь, она начала, ну, прогрессировать все сильнее и сильнее в начале нулевых там. В начале не так уж это было. И я разговаривал там с разными людьми, там, с арабами, но после того, как, например, появились вот эти ихваны, это Ихвануль Муслимин, это группировка, после распада Османской империи, они начали прогрессировать на всю катушку. И вот с этого все началось, вот эта вся болезнь, она начала прогрессировать, это исламская болезнь. Понятно. Хорошо. Вот возвращаясь к совести. К совести и к человечности. Но в чем совесть, правда, тяжеловато будет понять. При этом я цену ее признал в чем вот с Бусал Геншу, Бог, в исламе, значит, таких качеств нету, да, вы говорите? Вы можете это Абсолютно вспомнить? нет. Подожди, давайте так сделаем. Мы просто не будем голословно что-то заявлять. Вы можете это с полной ответственностью заявить, да, что этих двух ценностей, понятий в исламе нету, да? Да, абсолютно нет. Значит, вы хотите сказать, что они всегда врут напропалую и не брезгуют ничем для достижения своих корыстных целей? Абсолютно нет. Применяет это самую стратегию тахия, там, можно врать там, чтобы достичь своей цели. Да, понятно. Жалко, у нас был Дзурдукетия, и мы хотели именно задать вопрос по этому, про совесть. Потому что Дзурдукетия наш
защитник всех наших границ, он строит Нахскую империю с запада и с востока, но почему-то он атакует всегда наших соседей, но не атакует первопричину этого всего. А первопричина всех проблем на Кавказе, а в частности в Чечне, это русская империя, русские, как сами имперцы, шовинисты, человеконенавистники. Но он как-то гибко обходит все эти вопросы именно с империей и строится, говорит, что он строит Нахскую какую-то чеченскую империю в пределах и в поле юридическом Российской империи, но одновременно он применяет нормы шариата. Вообще там такая каша мала. Это просто называется маразм. Шариатские нормы у него, одновременно мусульманин восьмидесятник. Это значит, он применяет такие, да, я так понял? Да, это такая, ну, стратегия, это тахия, да. Восьмидесятники, все Вот такое. выделяешь мусульманина семидесятников. Да, Вы его я вот, понимаете или нет? нет, я ему выношу такие, так как он, как я, не ходит в больших очках, клешевые штаны не носит. Это самое, и у него нету земных гуриев в никабах. И у меня есть плюс его синтезатор. манхадж как Да, принимаете его еще того манхадж. не, абсолютно ничего не принимаем. Более того, у меня есть с собой синтезатор, который я ношу на плече, и который там звучит благословенный азан от нашего благословенного салифа. Это значит, можно даже назвать вот конфликт поколений в какой-то мере, потому что вы являетесь мусульманином семидесятником, он является мусульманином восьмидесятником, даже если он по возрасту у вас старше, а мы с полной уверенностью можем заявить, что он даже вас старше лет на 30, но каким-то образом он взял именно направление восьмидесятников, и так как вы родились позже него, но вы взяли поколение семидесятников. Вообще какой-то нонсенс, можно даже сказать. Не Да, так ли, да, да. коллега? Ну, конечно, я говорю, у него этот беда. Смотри, у меня на 10 лет старше его, а он сделал беда, которое позже прошло. Основания у него нету, как бы. Основы нету, да, у него эти далилы слабые, да? Не очень слабые далилы, абсолютно все слабые. У меня жесткие далилы, и поэтому я жестко выношу как перст. Мы можем подорвать его акиду чтением Корана, да, сури аятов из Корана. Да, вот элементарно приводишь это самое аяты из Корана, хадисы достоверные там, плюс фатвы от ученого, да, и все, будет понятно, что этому человеку надо выносить жесткий такфир, и что исламу настоящему он не имеет никакого отношения там. Он присоединился к нами. Приветствуем с нами. Кстати, да, говорите. Я вызываю этого восьмидесятника на Мубахиля. Он готов принять вызов Мубахиля? Слушайте, Дзульбекете, приветствую вас. Вы готовы принять вызов и выйти на Мухабля, прошу прощения, оговорка по Фрейду, на Мубахилю с нашим чеченским боевым вороном со скандинавским расом? Вы принимаете вызов? Являясь чеченцем, мусульманином. Это вороны стали чеченскими, во-первых. Все, заявление. Вот объясните теперь, Криксан, вашу позицию. Вы являетесь чеченцем, являясь одновременно чеченским боевым вороном со скандинавским окрасом? Вас обвинили в том, что вы не чеченец. Не, он вообще-то сказал, с каких пор это вороны стали чеченцы. Тем более боевыми. Вот боевые. А ты знаешь, вот ворон, он летает. Если вы хотите со мной общаться, у меня тут нету времени, если честно, с какими-то воронами, там, птицами общаться. Не. Чеченский волк. И не лев. Опять же, надо нововведение. Я с тобой вообще не о чем. Нововведение делает. И из той категории, у которого мать русская или жена там не чеченка и так далее. Там. Если у кого есть вопросы, 10 минут могу выделить. Боевой ворон, прошу прощения. Фронтовая авиация, фронтовая разведка. Я слушал твой эфир предыдущий. Давай пройдемся. Давайте, пожалуйста, вам слово. 10 минут славы для нашего восьмидесятника, мусульманина, Дзульбекете, строитель Нахской империи.
Русский, православный, Ахлу Сунна, Ихван, Распа не помню еще. Вас слушаем. Говорите. По существу вопросы. Я слушал твой Говорите, вас эфир, слушаем. У там вас 10 минут про говорите. аух, там, и когда я говорил про аух, ты там стучал, что я межнациональную рознь. Что у тебя опять там случилось? Давай, перейди к вопросу. Позицию, пожалуйста, вашу позицию объясняйте, мы слушаем вас, записываем. Нет, вопросы задавай, там ты Ну, истерил, просто там, вы говорите, я сейчас вам 10 минут объясню. звал меня, там, антитеррор, там, свое, там, вставлял, там, какую-то нахскую империю, давайте 10. Блядь, он может, Ну, да, он жестко оставляет. Ажа, Джорджукети, но ведь ты делаешь фитну между верующими мусульманами. Как тебе не вынести такфир за это? Нет, Ты фитну делаешь? верующие понятия растяжимые, я не считаю аварцию и лакцию за мусульман. У мусульман... Вот видишь, ты вынес им жесткий такфир. Нет, такфир, мне это не интересно, там, по-моему, Степан тоже за меня с вами поговорил, в принципе, я не хочу переходить на его, так скажем, этот лексикон, который он употребил. Давайте по существу. Не, можно. Как сказал Степан, в этом канале можно, он сказал. Так что можно. Вопросы есть какие-нибудь? Почему нету митингов? Я спрашиваю, почему ты делаешь фитну? Один, будьте любезны, один. Фитну зачем делаешь? Ну, за Почему, это Вене, давай вопросы с вами. почему ты разделяешь мусульман, исламскую умму из-за каких-то земель? Разве земля Вене, Аллаха не обширная? Вопрос, разве земля Аллаха не обширная? Я спрашиваю, разве земля Аллаха не обширная? Почему ты делаешь фитну? Почему ты фитну делаешь? Я спрашиваю, между мусульманами. Болтовня, 2 года слышу, действий никаких нету. Давайте. Почему фитну делаешь? Почему ты бид'ат делаешь? Стал восьмидесятником. Он убежал. Не хочет он говорить по существу. Жал. Неинтересно. Видите, вот это вот есть мусульманин, восьмидесятник, и любой мусульманин, ни стыда, ни совести, ни чести. Могут только лгать, ложь на лжи. Лжецы. Ни на один вопрос они никогда не ответят, и никогда честно ни свою позицию не расскажут, не выскажут. Да, конечно, Джорджукети, конечно, хороший парень, мы его любим и уважаем. Но он занимается тем, что рекламирует свой канал. Кстати, мы ему и без его просьбы прорекламируем его канал. Кому интересно вот эти вот такие ложь, межнациональная рознь, межконфессиональная рознь, призывы к человеконенавистничеству, призывы к неподчинению властям Российской Федерации, к бунту, призывает к бунту он всегда тоже, перекраиванию границ. Переходите на канал Джорджукети, там вы заработаете себе статью Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вас обвинят в радикализме, экстремизме и терроризме. И благодаря таким вот подстрекателям, как Джорджукети, кому интересно, мы без его просьбы, без его рекламы на нашем канале сами выкладываем вам этот канал. Можете зайти в ленту этого канала. Да, еще... И вы пострадаете. Вене. Говорите. Вене. И еще выступает против шариата Аллаха, говорит, чтобы выступали против правителя, а в исламе нельзя, даже если он гей. Аузбилля. Представьте, такой бунт делает, такой фитн делает между исламской уммой. Он же скач. Он ходит по лезвию ножа. Я вам обещаю, он скоро сядет в тюрьму. Вот ему уже на несколько статей Российского уголовного кодекса он уже себе заработал. Его даже обвинят в терроризме. Вот видите, исламском терроризме. Хотя он сам себя декларирует исламистом, восьмидесятником, мусульманином. Хотя на самом деле он является радикальным экстремистом, исламистом арабского разлива, салафит. Надо ему вынести жесткий такфир, вот и все. Давайте сделаем ему жесткий такфир. Давайте. Как он сказал? Джорджукети, я выношу тебе такфир. Ты бид'атчик, восьмидесятник. Вводишь нововведение. Делаешь раскол между исламской уммой. Не хочешь, чтобы умма объединилась вокруг нашего батюшки, царя Владимира Владимировича Путина. Ради Аллаху анху. Ты делаешь раскол между нашей уммой.
тебе такфир. Тебя надо наказать по шариату. Да, да. Это, смотрите, для наших слушателей, тех, кто нас будут слушать, или для тех, кто нас слушает сейчас в прямом эфире, объясним, что такое является исламский термин в арабском понимании. Такфир, арабское. Такфир, в исламе, обвинение в неверии, куфры. Термин обозначает отлучение от ислама одного мусульманина другим. То есть обвинение другого мусульманина в вероотступничестве. В исламе обвинение в неверии. В вопросе внешних признаков перехода человека из веры в неверие является предметом спора между различными мусульманскими течениями. И зачастую эти мнения полностью противоречат друг другу. Это к справке. Справка от редакции. Вы являетесь мусульманином семидесятником, а Джурджикети является под русским шнурем ихваном, верхузадом заднеприводным, но восьмидесятник. Так что у вас разные течения, разная акида, разный манхадж, и вообще вы разные мувахиды. И зачастую эти мнения полностью противоречат. Продолжаем. Справка закрыта друг другу. Сунниты считают, что человек, совершивший большие грехи, не становится неверующим, но становится грешным мусульманином. Согласно суннитским представлениям о вере, еще надо понимать, какие у сунниты, потому что там много, 4 школы еще, ханафиты, там шафииты разные. О вере поступки людей связаны с их верой, которая может убавляться и прибавляться. Вы понимаете, это как вода вера. Религия ислам – это как вода. Она может убавляться и прибавляться. Сунниты говорят о неверии, если человек отрицает существование Алляха. Это черный каменный идол, черный истукан, главный верховный черный каменный истукан из Мекки, из более 3 идолов, истуканов, идол смерти, тьмы, мрака, мракобесия, а также луны. Исламскую доктрину о пророчестве, Коран и какую-нибудь из его частей, хотя бы одного из пророков. И одного из пророков, представляете, сколько там их было, этих пророков, которые были упомянуты в Коране и хадисах, и в других случаях. Вот такая вот история с такфиром. Так что все-таки семидесятник сегодня выносит такфир восьмидесятнику. Правильно? Мы так поняли? Вы подтверждаете? Да, выношу такфир, да. А вот базовое, почему базовое выносит такфир? Интересно, на чем основывается ваш такфир? Потому что он решил расколоть нашу православную скрепную уму. Православную скрепную уму. Отношение. Православную исламскую, да, вот эту скрепу? Да, православную исламскую во Христе нашу уму решил расколоть. Аллаху алям. Аллаху алям. Аузу биллях. Аузу биллях. К нам присоединился Понтифик 5. У нас в гостях мастер Мяуляу. Это что такое? Это что такое? Это что-то с чем-то базится, видно. Что это такое мастер Мяуляу? Мастер Мяуляу. Вы нас слышите? Можете что-нибудь сказать? Упорно молчит. Кажется, он ведет запись. Это один из братьев мусульман, кажется, ихванов. Послание помощи. Записывает нас. Вырезки делают, понимаете, коллега? Вырезки делают, там везде забрасывают. Ему тоже надо тогда такфир выносить. А кто может, вот интересно, да, а кто может делать такфир вообще? Разве простой мусульманин может простому другому мусульманину вообще такфир делать? Ну, это обвинение, если человек что-либо делает во вред чистому исламу, вводит нововведение там, если хочешь быть секуляристом, там, какой-то там другой идеологии, там много чего есть. Ну, секулярист там играет чисто на выгоду там арабской, там турецкой империи. Не хочешь быть в составе этой самой российской православной духовно-скрепной идеологии. Понятно. Слушайте, вот мы вам задали вопрос, вы как бы ответили, но мы сейчас приведем вот шариатскую базу для того, кто может выносить такфир. К нам присоединился СМ, кстати, приветствую его тоже. Тут написано, разрешается ли для простых мусульман, не ученых, выносить такфир в ясных условиях. Это слова шейха Абдуллах бин Абдурахман ат-Саад. Это не от нас, мы от тебя ничего не говорим, от тебя это несем. Спросили у шейха Мухадиса. Это тот, который знает все хадисы, такой, знаете, сильнейший такой исламский ученый, который знает, ученый, но это ученый, это так, это русский так добавляют ученый, он такой, хадисовед, можно сказать. Вот, это правильное объяснение, хадисовед.
Спросили у шейха Мухадиса, имама Абдуллаха бин Абдурахмана ас-Саада, каковы шуруты, шуруты это на арабском, на русском это условия, такфира конкретной личности. Он отвечает, у такфира есть две стороны. Такфир на конкретную личность, как на Дзукетию, и такфир в общем, на все движение вот этих исламских ихванов, не помнящих верхузадов, заднеприводных, православных шнырей, шлюшек, которые работают на русню, одновременно поклоняясь арабскому псевдопророку Музмамаду, а также черному верховному каменному истукану, идолу тьмы, мрака, мракобесия, смерти и луны, верховному черному идолу из более 360 смерти Аллаху. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. 4 раза на турецком языке. Продолжаем. У такфира есть две стороны. Такфир на конкретную личность и такфир в общем. И часть людей по своему джахлю говорят, что конкретной личности не выносится такфир абсолютно. И это не является правильным. Когда утвердились доказательства, что действительно данная персона сделала деяние или сказала слово, вводящее ее в куфр, а куфр это значит предавать товарищу Аллаху, да, и рида, и установлен над ней довод в этом, то нет сомнений в том, что это указывает на то, что он кафир. Ну, значит, кефир 5%. В этом вопросе есть подробное разграничение. И приведем некоторые наглядные примеры и некоторые подробности. Так, например, если человек издевается над религией Аллаха и ругает Господа миров Аллаха, аузубиллях, то нет сомнений в том, что, безусловно, данная персона кафир, кефир 5% по личности, и мы не говорим, что надо над ней устанавливать довод. Так как довод уже был установлен над ней, так как воистину не скроется от человека запретность ругания Аллаха. Да защитит нас от такого Аллах, и воистину данный грех из огромнейших, серьезнейших грехов, и это не является секретом ни для кого. И также есть здесь поступки, за которые должны быть доведены худжа, довод. То есть, например, человек только зашел в ислам и говорит, воистину хамр, алкоголь, значит, по-арабски, является дозволенным. И в такой персоне есть обязанность установить аргумент над ним. Вы заметили, справка от редакции, у мусульман, у так называемых исламистов, вообще все там, эти ученые, шейхи, вот эти вот все мухадисы, мувахиды, у них всегда есть примеры. Алкоголь, наркотики, проституция. У них вообще мир построен на этих 3 столпах. Алкоголь, наркотики, проституция. Алкоголь, наркотики, проституция. Алкоголь, наркотики, проституция. Алкоголь, наркотики, проституция. И у них все примеры вот эти есть. Если ты мусульманин, то алкоголь, проституция, наркотики. Алкоголь, проституция, наркотики, там сигареты тоже, конечно. И они выставляют свои примеры, запугиваем на этом, как будто в мире больше, чем это. Но, справка от редакции продолжается. Заостряем ваше внимание. Если мы внимательно, тщательно начнем читать Коран, то рай построен там, на берегах и реках, наполненных вином. И жемчужные мальчики, разносящие вино, виноград, а также гури. Обратно же, возвращаясь к нашим сурам и аятам, которые мы перечислили в начале нашего прямого эфира, что является открытой проституцией. Потому что человек, который хочет попасть в рай только за то, что там есть вино, и за то, что там есть 72 и больше гури, которые прекрасно там описываются, то чем это не является, чем проституцией, развратом, похотью, растлением малолетних детей, то эти примеры, которые они нам в земной жизни приводят, алкоголь, наркотики, проституция и сигарета, то это все у них записано и ожидаемо, и для этого они стараются попасть в рай, потому что это и является их целью. Попасть в рай ради этого, ради проституции, гури, алкоголь, винные реки, одурманивание именно наркотиками и курением анаши. Там все это у них, все в связке записано для того, чтобы попасть в рай ради этого. А тогда как в земной жизни, они все это описывают и говорят, что это харам, и это они приводят как пример для Ты того, не чтобы... учел безбородых мальчиков, лауреат. Да, жемчужные мальчики, да, совершенно верно. Смотрите, дальше читаем. Справка закрывается, читаем. Воистину хамр, алкоголь является дозволенным. И к такой персоне есть обязанность установить аргумент над ним, потому что преимущественной очевидностью является то, что данный хукм скрыт от него. Ну, это значит знание, понимание. Так как этот человек только недавно зашел в ислам.
Или человек, который живет далеко от мусульман и является незнающим в вопросах, знание которых необходимо в религии, то в таком случае необходимо установить довод над ним. И если он отвергнет его, то он кафир. Кефир или кафир, кефир 5%, разливной, неразливной. Или, например, ромашка, кефир ромашка из холодильника нашего великого халифа В.В. Пу-Пу. Ну, вы понимаете, о ком речь. Или, например, человек, который не знает, что хукм оставления молитвы куфр. И обязательно нужно установить аргумент над ним. Однако, если же человек живет среди мусульман, то преимущественно очевидно, что не скрылось от него, что хукм оставления молитвы куфр, и если он ее оставит, то он становится кафиром. Уже и по личности, как те, кого мы упомянули в начале. Слова шейха Али Аль-Худейра. Спросили шейха Али Аль-Худейра. У них очень много шейхов у арабов. Каждый шейх на шейхе, и шейх шейха погоняет. Вопрос. И главное, просто справка от редакции. Все эти шейхи, все эти мувахиды, все эти мухадисы, все они изучают что? Вопрос задаем себе. Задаем вопрос еще раз. Что они изучают? Мочу верблюда. Да, подожди. Давайте, смотрите, серьезно отвечать к этому вопросу. Эти все шейхи, мухадисы, мувахиды, муталимы, все эти исламские работы, книги, хитабы, они изучают что? Одну книгу, Коран. Они от одной книги сделали миллиард книг, миллиард объяснений, доводов, миллиарды фетв. Одна книга, тогда как ты берешь одну книгу и просто ее читаешь. Там не нужно быть 7 пядей во лбу, не нужно быть там вундеркиндом, супер-пупер продвинутым таким высокоинтеллектуальным человеком. Там ничего такого сложного нет. Это просто влажные розовые мечты растителя, похотливого разбойника, маньяка, малолетних детей, пророка, так называемого псевдопророка Музмахмада. Вот берешь Коран и просто читаешь. Там не нужны эти. Чем больше этих шейхов, тем больше мы уходим от истины. Тем больше они нам замыливают мозги, тем больше они скрывают всю истину и правду этой грязи, похоти и этой арабской камасутры, которые записали в Коране от пророка Музмахмада. Читаем дальше, справка закрывается. Слова шейха Али Аль-Худейра. Спросили шейх Али Аль-Худейра. Вопрос, кто имеет право сделать такфир какого-либо конкретного лица? Допустимо ли для нормального человека, а вы, Иксраун, являясь чеченским боевым вороном со скандинавским окрасом, для них не являетесь нормальным человеком. Справка от редакции закрываем. Сделать личный такфир на человека, который впал в ясный куфр, если он знает принципы такфира и его препятствия. Или говорим ему, нет, мы не делаем это, и оставить это для судей, муфти и ученых. Тогда как брат Удика Шмакова, Музмахмад Абдурахманов, всех выводит и вводит в ислам. Он является величайшим, один из величайших шейхов, мухадисов, мувахидов, не знаю, кто он там. Он в одном из своих прямых эфиров, который стал мемом, говорил, я любого вывожу и завожу в ислам. Он делает такфиры только так, налево и направо, вертикальным, горизонтальным, а также вертикально-горизонтальным, вообще во всех планах он делает эти такфиры. Он взял на себя эту ответственность. Музмахмад Абдурахманов, который только вылупился из яйца, можно даже сказать. Пацан, у которого еще сопли под носом не засохли. Шнырь, да, Музмахмад Абдурахманов, если вы нас слышите, а мы знаем, что вы нас слушаете, вы слышите. Вы такие шныри, когда вы еще ходили, писались, там, не знаю, в памперсы, в то время памперсов не было, и были возможны. Тут уже сильнейшие, серьезные мужи все это изучали, поняли, и не то, что поняли, просто все это увидели, разложили по полочкам весь этот обман, весь этот разврат исламский, который записан в этом Коране, который выдумал ваш развратный псевдопророк Музмахмад, которому вы поклоняетесь. Такой же кверхузад заднеприводный, как и вы. Так что не надо вот задурманить чеченскую нацию. Это как бы справка от редакции, отсылка к Тузику Шмакову и Музмахмаду Магомадову. Абдурахману, прошу прощения. Так, читаем дальше. Ответ. Как вы упомянули, то нормальный человек, который знает о принципах такфира и препятствиях, имеет право делать такфир. Это то, что мы видели со времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, до недавних времен, что касается того, кто не знает основ такфира и препятствий, то он не является допустимым для него. Согласно хадису, тот, кто говорит на брата своего, о, кафир, то затем под это попадает один из них. И такфир не из исключительных прав судьи, муфти или ученого. Это неверно полагать так. Вопрос другому шейху, шейху Аль-Худейран, Салафиюн, шейх Ибн Баз,
Ибн Баз тут подключается. Смотрите, сколько их много, этих шейхов. Шейх на шейх, как вы. Шейхов, погоди. Фирхузаду сзади приводили. Вы ислама. Все арабы, рабы. Астафируллах. Шейх Ибн Баз также разъяснял этот вопрос. Главное, шейх что-то сказал, другой шейх это что-то разъясняет то, что другой шейх сказал, а тот шейх, который подсоединяется, объясняет то, что шейх сказал про того шейха, а тот шейх сказал про тот другой. И как 10 миллиард шейхов, они друг друга объясняют, подправляют, потом доносят, потом доводят, еще дополняют. Вот такие все они шейхи. Справка от редакции закрывается, читаем дальше. Что же там сказал шейх? Просто одно слово, понимаете, дорогие друзья, слушайте, такфир. Вот это, чтобы просто объяснить, такфир в словаре, именно такой, знаете, словарь, толковый словарь, если так, ну, по аналогии с толковым словарем, берешь словарь и читаешь, что такфир, так, обозначает так, выношение, обезбожить, там, короче, они тут подключились шейхи, уже тут уже 4 шейха уже, это уже 4-й. Шейх, ну, справка закрывается, продолжаем. Шейх Ибн Баз, чтобы вы видели всю эту нелепость, маразм всей этой ситуации. Не то, что ситуация, вообще это дебилизм, маразм, идиотизм этой религии, так называемой. Хотя она и религией не является, это секта. Понимаете, секта, мы потом объясним, что такое секта. Сейчас зачитаем это. Шейх Ибн Баз, не забывайте про секту и секту мы тоже объясним аналогию с религией ислам, чтобы понимать, что это является сектой. Эти именно главные принципиальные базовые формы, именно сектантские, и мы это все сравним с исламом. Третий. Шейх Ибн Баз также разъяснял этот вопрос. Простой человек, не ученый, не выносит такфир, кроме как доказательством, далилем у простого человека нет знания. Это является проблемой. Однако тот, у кого есть знание о какой-либо определенной вещи, как, например, кто отрицает запрет прелюбодеяния, конечно, проституция, прелюбодеяние, именно, ну, блуд, который в Коране прописан, есть там суры, аяты, которые четко определяют, как будет доставляться удовольствие, будет разрубать девственную плеву, там сидеть сутками. Прошу прощения, но это смешно, но я должен сказать, рубить девственную плеву нескончаемым потоком. Это блуд, понимаете, если человек это в земной жизни обещает, что это не является как блудом? Ну, это же блуд на самом деле. Или там как-то у вас будут там винные реки, потом жемчужные мальчики безбородые. Ну что это такое вообще? Так, прелюбодеяние, запрет на прелюбодеяние. Главное, эти мулы и мамы всем таким простым, ну, смертным рабам, так скажем, рабов, хотя они сами тоже являются рабами, запрещают все эти земные благи, когда как они этим занимаются. Как сказать, что не есть, если это не блуд, тогда как имам, у которого деньги, потому что он сидит над этими рабами и руководит этими рабами, имамы, эти шейхи, всякие мумы, как не назвать это блудом, блядством, иметь 4 жены? Это вот что отличается 4 жены от шведской семьи? Это же одно и то же. Понимаете, если у вас 4 жены и более, потому что у них 4 жены и более, потому что разрешены в исламе наложницы, а это значит любовницы. А мы знаем, что у шейхов, имамов, во всех вот этих так называемых состоятельных мусульман есть, так скажем, официально 4 жены, потому что они, как в исламе, запрещено. У пророка Мухаммада было их 11, но у него была наложница. Это только один единственный мусульман, кому Аллах разрешил иметь 11 жен. Тогда как простым мусульманам, смертным, он сказал, вы можете иметь 4, мы имеем 4 жены, но у нас есть наложницы, любовницы, значит, от одной и больше. Это же блядство, это же блуд, правильно? А мы знаем, что они все это имеют. Мы знаем, еще и любовники. Еще и любовники, не забывай. Да, это да, любовники, конечно. Потому что уже до такой степени это все проедается, это женское вот это тело, что им нужны новые ощущения. А новые ощущения им нужны. Почему? Потому что они принимают наркотики. Они курят травку, анашу, кокаин, героин, и поэтому у них уже как бы новые им нужны ощущения. Потому что деньги у них есть, рабы на них работают. Это же гуру. И потом они начинают с мальчиками, а потом уже и мужчинами. А мужчины приводят, чтобы он их отрабатывал задний проход. Это так и есть на самом деле. Это не сказки. Ну вот, что это, как назвать блядством и блудом, то, что, тем, чем они занимаются. А тут они запрещают простым смертным, говорят, прелюбодеяние является разрешенным. То становится кафиром. Кафиром 5%. Просто кафиром, или просто кефиром, или просто кафиром. У всех у простых людей и знающих. Эти вещи не нуждаются в доказательствах.
Это не нуждается в доказательствах. Если кто-либо скажет, что ширк является разрешенным, разрешает людям поклоняться не Аллаху, кто-либо сомневается в этом, это не нуждается в доказательствах. Если кто-либо скажет, людям разрешено поклоняться идолам, а как мне, если назвать идолом черный камень? Это же идол. Все люди со всего мира, так называемые мусульмане, тратят бешеные деньги, баснословные, платят этим арабам саудовским, просят у них визы. Потом они им, как животных, гоняют вокруг этого камня черного, и они все туда хотят пойти. Идол. Потом еще они два камня, раньше это был один камень, один стол, потом они построили еще один. За деньги покупают камни и кидают в этот камень. Это же все идолопоклонничество. Вы меня, конечно, простите, извините, дорогие верующие мусульмане. Я не хочу задеть ваши чувства. Я вам просто объясняю тем, чем вы занимаетесь. Извиняться не надо, ты говоришь Да. истину. Да, я же вежливый, что я воспитан. Но одновременно вы обвиняете весь мир в том, что они идолопоклонники. А то, чем вы занимаетесь, вы не называете идолопоклонниками. И главное, весь мир, со всего мира, с 4 сторон этого земного шара, приезжают люди и целуют одну дырку в форме вагины, в черной. Понимаете? Там какая грязь, какая антисанитария. Там же можно заразиться любыми болезнями. Понимаете, человек прилегает своими губами, целует этот камень и женщина, и мужчина. А про насилие, которое там, изнасилование происходит, именно сексуальное домогательство. Поэтому мы пока сегодня в нашей передаче не будем говорить, потому что это отдельная тема. И вот вы говорите, что это не идолопоклонство. Вы меня, конечно, все-таки еще раз говорю, простите, я не хочу вас обидеть, никем задеть, но это и есть идолопоклонство, чем занимаетесь вы. Тем более вы являетесь сектантами. А этот вопрос мы сейчас разберем чуть позже. Идолам поклоняться звездам. Так, зачем снова, если кто-либо скажет людям разрешено поклоняться идолам, поклоняться звездам, поклоняться джинам, то он становится кафиром, кефиром 5% и более. Воздержание бывает в неясных вещах, которые могут быть неизвестны простому человеку. Доводы, ссылка на шарх Кашф аш-Шубухат Абдуль-Азиза бин Абдуллаха бин База. Первая, тут написано запись именно кассета, в то время она была 57, сура 57, аят 24. Так, мы зачитанием не занимаемся, мы всегда все читаем как есть. Так, железо. Аль-Хадж, железо, сура 57, аят 24. الذين يفعلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Так, читаем. Которые скупятся и велят людям скупиться, а если кто отвернется, то ведь Аллах богатый достохвальный. Вот и все понятие. Вот на это он ссылку сделал Ибн Баз и объяснил всю свою сказку. Ну, то есть он ссылку сделал на эту суру и аят, а потом в форме сказки от себя как бы разогнал эту тему и сказал, что все идолопоклонники, а вот мусульмане не идолопоклонники, и сделал такфир. Ну, это один из шейхов, по которому мы говорим. Так, ну ладно, хорошо, мы об этом уже как бы сказали. Кому интересно, вот, наш технический модератор, пожалуйста, закиньте эту ленту нашего письменного чата. Пускай люди читают, мы все-таки правду не скрываем. Кому интересно, читайте, пожалуйста. Это сура и аят, вот вы сейчас в ленту закинете. Так, у вас есть что-нибудь добавить? Кто хочет добавить, пожалуйста, мы слушаем вас. Маршал Думасага. Аббат пришел. Раскрыть эту бою, одежду. К нам присоединился, да, к нам присоединился наш формат, Машовал, с нами Маржан, наш диетолог, Гата, великолепная Гата, просто изящная Гата. Она любит очень сильное чувство юмора у нее, между прочим. Тонкое чувство юмора у Гаты. Гата, вы можете как бы что-нибудь сказать? Поприветствовать наших слушателей, если есть возможность. Вы можете проклинать, сделать нам тафсир. Сделайте нам тафсир, пожалуйста. Тафсир. Такфирит нас, наш формат такфирит по полной. Кстати, с нами наш формат, ну, великолепнейший, самый лучший мыслитель ислама, шейх, улема, там, не знаю, шейхуль ислам, все в одном лице. Он нам сделал такфир. Принимаем. Мы Маршал души.
ده Жестко маршал такфирят. маршал سابردين سلف بحرمت و поймару وموي خليفة تندى لشون الكنترول شو und adešnak stihotarēni san atsevišķi wahdešnak reskrita diez un reskrita dič somca qiti adešķana хубахца та ухум да цигадуч хубахца Это уже проклятие, проклятие. Вот дена цадет ганан цадет вроде нормально это ходишь ту ай ту хаделыш сажим хаделыш обсудить ташдеш Абак Машул дал духовно. А знаешь, действительно, вот это в том-то и дело, что Аббак, вот это то, что мы зачитали, это все объяснение к слову такфир. Если тебе это все объяснение от этих великолепных шейхов ты не понял, то как мы, простые смертными, нашими простыми словами сможем тебе донести это? Ты представляешь, какую ты перед нами невыполнимую задачу ставишь, Аббак? Это же просто это невозможно, это же ислам. Там шейхи друг друга дополняли, доводили, приводили, подсказывали друг другу. А ты нам, простым смертным, мы же ссылались на них. А если мы сейчас от себя начнем тебе объяснять, то они скажут, вы занимаетесь от себятиной, скажут, вы от себя. Бидатом. Да, бедаатом, да, мы же не можем же. Тобол, Абак, вы понимаете, какая тяжелая ситуация, в какой тяжелой ситуации мы находимся? وين قطوخ شو مدازدو شايزن سن ها نيسا قهتشو بوخشلو سارم قيش اور مديت اتحينخ تيش ويزاش Маршал Дума Сергей Бехмабилаш и Саляфа Хаздеш Аэтом переводом Яшира и сына Пиццат двойной смысл Шунду и Доци. Пиццат Тавсирду и он дальше. Давай двойной удар от Жан-Клода Ван Дамма в фильме «Двойной удар». Не, вы такие даже ребята вообще, да, мусульмане, алхамдулилля, муджаиды. Вы что, ребята? Я единственное хотел подчеркнуть, а что хз аздош, а ничего деша, аль-азхарям, садеша, Это мрак-бураки. Аль-Асхар, хз деша, хз аздош. Иран везде пошел. Он в Джистане был последний раз, кстати. Смотрите, я еще раз, мы и так серьезно, конечно, с вами общаемся, но тут вообще серьезно. На самом деле, Абак заходит такой, наш парень, молодой, чеченец, который все авизовки там провернул, все воздушные замки понастроил, убежал, чеченскую нацию подставил, вывел в офшоры свои денежные средства, активы. Кабул Табак, кстати, представляем вам сильнейший мафиози. Добрый мафиози, можно сказать, бескровный мафиози, хороший парень, на самом деле. Да, никто от него не пострадал. Да, никто от него не пострадал, только он сам от себя и пострадал. Никто. Вообще жертв никаких нет, он сам жертва самого себя. Он заходит и говорит, так, ребята, освободил, бусмилля, мусульмане, ихваны, распляне помнящие, афишки. Вот вы зачитываете это все, это понятно, вы ссылаетесь на шейхов. Но я хочу понять, простой человек смертный, я там все это прослушал, но объясните, шейх Дэшниш Сани, да, ста бовцу, с одной стороны, Цунахкет Мегарду, он прав. Но мы-то, как истинные мусульмане, мы же не можем перепрыгивать через голову шейхов и говорить, ажал табак, от шейху гарбов, от шейху, от цунтовсиждата, ишмаят. Сейчас подорвется вот Абак, окей его губов. Суан да сабурден, суан хаздит, чол шейха выбрать, вишмаюса. Вот суан шейх, диктов цудич, более понятно мне. Это все социн поклоннику, мула, эшер вок. Да, и что асуагук, главное, вы раскрываете модель для особо, сосанчан, да? Дешниш, что означает... Элитных мусульман, да? Для элитных мусульман. Элитных мусульман. Вот элитный бешем, шукит, что сразу шيء اش بيلر شديتشي он خلخيت از ده تخدين بيلش ديش دو اخطو قيت تشيتان بيلتا он одешниш раскрыть диез, что означает это слово? Qiyet особо. Нет,
Ты, короче, я понял, вы хотите сказать, что вы элитный мусульманин, как русские гаджет на русских, русские богатые люди на Рублевке, лакшери. Вы, значит, лакшери муслим, да? Вы, Абак у нас лакшери Эти муслим. анекдот рассказывают. Всем должно быть смешно. Не одному, двоим, да. Да, тут. Где смеяться, да, момент. Hayır stahan tiga Elsman dek episatlar tutur dek takiyet duku bu som уже нет октан шара дик подтянуться динамос еще год я тоже мулой там заделаю схихаш даш ну тахан каждый дек дуй его юк эдок что ай цура важен дек о хадел диеш дук أبعيوه دلات عندها Велошенса. Понятно. Хорошо, для нашего luxury муслим, for you, Abak, эксклюзивно объяснения тафсиры будут обязательно приведены. И мы будем указывать вот в этом месте, пожалуйста, смейтесь. Вот я слышал, что была реакция от ТТ. ТТ очень хорошо реагирует на всякие вот эти вот вещи. ТТ, у вас есть что-нибудь хотя бы добавить для нашего luxury муслим? Можете чем добавить? Какую-нибудь реакцию? На данный момент я пока послушаю, посмотрю. Я только зашел просто, вопросы будут. إيش سؤال أتخذ لقى خدتين بعرق خدال دلا Да. ده Хауинцо. уже Метуен волшу. чуть кледуй уже соном цаха в мозг голос свер Игорь Голос правды, короче. да أصلا تجاه уже دعوت еще يربطها شنبطها دعوت سجول ديك شي تجاه ديشم قاق مولا قاقر مالدك بطنوتن عوين تو ده того уже сердце бьет суна лерк гудерти для чего пускал слезу почему ком в горле раскрытие барка Знамению Аллах, Аллах и знамению Абак, Аллах знамению. Marshall dus weer maar zeg ik zo dat hij ons zo geen zij wist gelaten wordt nu maar koos van there is the laureate there is the long Аминь. Кстати, Крикс, Баркалшу, Масана, Дейрес, Маш Лоушу, Жадыш. Крикс, к нам пришельцы в Джурджукете. Вы ему вынесли такфир всенародный или нет? Открыто заявляю, наш комитет шариатский вынес ему такфир жесткий. Что? Просто объясните ему, что за что, вот, чтобы он понимал. За то, что он вводит в новшество нашу умму, раскол делает между нашими братьями, аварцами, спорит из-за каких-то земель, а Аллах сказал в Коране, земля Аллаха обширная, и вы можете переселяться, так что ауховцы могут переселиться, а вместо этого они враждуют со своими братьями мусульманами. Не, он тут говорят. А вместо этого он делает фитну. Не, соболел. Ауховцы не мусульмане. Хаусаш вахош на ауховчбу по шариату, по исламу там. Я видел вот это, как они говорят, на основе шариата, ислама, там все такое, там про какую-то мечеть там говорят. И вот Зурзукетия подливает масло в огонь. Вместо того, чтобы сказать, что Аллах сказал в Коране, сура Ниса, 93 аят, говорится, тот, кто убьет верующего намеренно, воздаяние ему будет адская гиена. И он подстрекает на убийство своего брата мусульманина. Вместо того, по исламу, по шариату, вот так, то и все там, вы сами это видели видео. Вместо этого он подстрекательством занимается, чуть что будешь, да?
Короче, хочет, чтобы и вот эта аварская группа, и вот эта чеченская группа, ну, обе группы музмахмадовцы, да, ну, мусульмане, верующие, наши братья, алхамдулилlah, хочет между ними посеять фитну, и чтобы они вечно горели в гиене, вместо того, чтобы сказать, так, ладно, аварцы это наши братья, они засели, да, лакцы, кумыкцы, там разные, там буртунайцы, алмакцы, сказать, вы наши братья, машаллах, тем более ваш представитель, главарь Сагид Паша Умаханов является мувахидом, салафитом, машаллах, и поэтому мы даем заднюю, земля Аллаха обширная, и мы переселяемся в другое место. Нет, вместо этого он призывает к вражде и расколу исламской умы. Вместо того, чтобы призвать объединение. Вместо того, чтобы сказать, там, давайте, ребята, оставим вот им эти земли, а мы поедем в пластилину и забирать у Израиля пластилин, чтобы передать этот пластилин пластилинцам. Вот такой он фитном занимается. Он не занимается давой и призывы умми Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Так ты от кого это слышал? Вот то, что ты вот за меня, вот якобы я разве такое говорил? Разве ты не хочешь забрать эти самые земельные участки у аварцев, буртунайцев, алмакцев, лакцев, кумыков? Или кумыков нет? Кумыков ты оставишь? Нет, смотри, 10-й раз повторяю, может, ты не так расслышал. Я говорю, что чеченцы должны объединиться на формуле один язык, один народ на исторической земле от реки Сулак до границы с Кабардой. Это в части чеченской формулы идеи. Второе. А с кем объединиться? Один язык, один народ от реки Сулак до границы с Кабардой, от Аух-Мохка до Пседах-Мохка. Хорошо, ингуши входят в эту группу? Конечно, входят один язык, если у них... Хорошо, кистинцы входят в эту группу? Один язык, один народ. Ты не Хорошо, бацбийцы, христиане входят в эту группу? Да, один язык, один народ, буддисты. Ты дай мне договорить. Это во-первых. Формула один язык, один народ. Чеченцы иудеи входят в эту группу? Разница. Они разговаривают. Ты русского языка не понимаешь, что ли? Если они разговаривают на чеченском языке, хоть буддисты, формула один язык, один народ. География, которую я, например, хорошо. Вот, например, смотри. От реки Сулак до границы с Кабардой. Теперь я перехожу на вторую часть. Сейчас вопрос. А вот такие, как Дон Ахчи, которые сюда заходят, разговаривают на чеченском языке, он тоже входит? Хоть служивым сословием будут там, как эти, назрановцы, там, не знаю, Дон Ахчи, без разницы. Если язык у них чеченский, я тебе еще раз говорю. Если это арабы, если они разговаривают на арабском языке? Ну, араб, как... То есть на чеченском языке? Ну, ты уже видишь, что уже противоречие. Араб – это национальность, чеченцы – это национальность. У каждого народа... Подожди. Джорджикет это является гребенской казах, там, маньяк, убийца, садист, там, я тебе говорю, казах – это малолетки. сословие. Казах, в отличие от араба, это не народ. Казаком, назрановцы были казаками, служивым сословием. Так ведь есть арабы, которые разговаривают на чеченском языке. Нет, те, которые проживают в Иордании, те, которые проживают в Иордании, разговаривают на чеченском языке, они ходят? И у них это родной язык, то, конечно, чеченцы, хоть ты тоже чеченец, если ты, не знаю, Норвегии, там, даже если ты женился там на норвежце, ты тоже чеченец. Если я тебе еще раз говорю, формула один язык, если моя мать русская, как ты сказал? Если моя мать русская, как ты сказал? Если у нас по отцу, мы же не евреи, у нас же по отцу передается. Если отец чеченец, если чеченец, практикующий бачибази? Ну, бачибази чеченец не может быть. Ты уже
на другой переходишь. Вот как не могут? Как не могут? Ко мне эфир заходит и говорят, я тебе то и все сделаю. Хочешь со мной в постели лежать? Ну, Есть это типа дисциплинат? Очень много. садомазохисты, Давайте делать так. педерасты. Подождите, давайте без... Крикс, вы задаете вопрос, Дзурдзикете отвечает, а потом вы задаете вопрос. Давайте сделаем так, чтобы это было Да, дай мне ответить. Я сразу за раз. Отвечает Дзурдзикете. Да, он мне задал вопрос, я отвечаю. Еще раз пойду, чтобы потом не говорили, что там Дзурдзикете это. Первых, это формула один язык, один народ. Цакам дуй вай мот бюч, еще в мире, это может и к хорошему или к плохому, я не скажу, но так получилось, что больше в мире нету другого языка, народа с нашим языком. Это исключительный момент, может и не исключительный, но в данном случае на Кавказе там есть тюркская группа и так далее, но у нас чисто языковая группа, чисто нахская. Никакое нахское дагестанское, наха дагестанская языковая группа, опять же, дагестанская языковая группа априори не может быть, потому что Дагестан это географическое образование. Это то же самое сказать российская языковая группа. Формула уже нахчимат бич, ашбаш сюли уже зачитывать баш боевой. Нет. Коман суодион сюли убага хамши компактно ируй он в Брагунах уже живут, кумыки, никаких проблем нету. Он за Тереком живут в Наурском районе, допустим, каких-то там села, там есть Николаевское, там, не знаю, Ишорское, там, русским названием даже, станицы бывшие, там же казаки или там русские живут со своим языком. Но я говорю, если этот человек себя идентифицирует народом Нохчи, а у Нохчи только один язык, ибаас. Это во-первых. Во-вторых, аварцы, лакцы, мусульмане Бога. Я категорически не считаю аварцев и лакцев за мусульман, потому что сейчас мусульман Бог, верен исламу, по-моему, там четко аяты есть, или должно быть посягательство на имущество. Ну, прошу прощения, 10 секунд. По-моему, нельзя. Надо четко ссылаться на Кораны. В Коране суры и аяты, как ваш там покорный такое слуга. должно быть, По-моему, что не надо. По-моему, вы сейчас... вообще. Не. Если вы не знаете суры и аят, тогда не надо ссылаться. Продолжайте дискуссию. Я считаю, что мусульмане не будут присваивать имущество такого же мусульманина. Это я тоже убежден, что такое есть. Нам далил нужно. Бухабалу без... Нет, это тебе кажется, а нам нужен далил. Доказательства нужно. Можно ли присвоить мусульмане или нет? Специалиста пригласить, или я там... Ну, давайте пригласите его сюда, давайте этого эксперта-педофила сюда, давайте. Ну, я не эксперт, я поэтому говорю, но я считаю даже... Я говорю, Бамба является экспертом педофилии. За религию ислам, то даже из кавказцев их выводят, потому что кавказцы тоже не должны посягать на имущество кавказца. Одним словом, аварцы и лакцы, они не мусульмане, и не кавказцы. Вы на исламские нормы ссылаетесь или на кавказские? Ну, без разницы, и так, хоть на человеческие, хоть на суры и аят, вам нужны суры и аяты из Корана, которые разрешают, вам разрешают. Не по каким понятиям, мне кажется. Да подожди, 10 секунд, мы вам даем говорить. Суры и аяты из Корана, которые разрешают и призывают отнятие имущества мусульман другими мусульманами или не у мусульман. Как вы на это ответите? Ну, приведи тогда, озвучь, обсудим. Давайте сейчас мы продолжим. Озвучь эту суру, озвучь. Читайте вашу версию, продолжайте, мы вам сделаем. Сейчас. И в-третьих, возвращение. Вот я исключительно вижу возвращение наших исторических земель через Москву, потому что наши земли были присвоены, опять же, в кавычках, через Москву, империю имеется в виду. Если бы наши земли, они забрали бы, пользуясь вот этой формулой, мусульмане, по-моему, его применяли. Я первым захватил крепость, это крепость моя, вот что-то такое у них было, вот этих турецких сериалов, они даже, я помню, дяди с племянником там оспаривали,
чья крепость, племянник говорил своему султану, если крепость захватила я, значит крепость моя. Если бы вот такой формуле они у нас забрали бы, у меня никаких проблем не было бы с аухом, я бы их оставил бы лакцам и ауховцам, раз они смогли у нас забрать их сами, никаких проблем. Но тут присвоение было другое, то есть через Москву, используя наши отношения, складывающиеся на определенный момент с империей, наши соседи технично прибрали наши земли, служа этой же империи, являясь наместниками вот этой колониальной политики. Поэтому нам надо также тем же маршрутом через Москву. То есть имеется закон об укрупнении региона. Я говорю Кадыров, Рамзан, используя свою ситуацию, используя имеющийся закон, через укрупнение, главное сделать этот единый субъект, дальше уже вопрос будет стоять, кто что может. Нам достаточно сделать единый субъект, а дальше уже у кого получится, у того и получится. И у Рамзана имеется уникальный шанс войти в историю чеченского народа как собирателя чеченской земли. Рамзан, хош влади, он очень дакитыш. Российские телевидения обладают Путин и Метват. Не, вот, я единственный себе канал сделал, Джурджукети. Собиратель русских земель, собиратель чеченских земель. Не, Путин может быть и собирателем, или другой Иван Грозный русской земли, если она где-то есть, пускай. Я им тоже предлагаю вот это русской общине, в Поздняково канале, я им говорю, вы молодцы, давно надо было вам делать эту русскую общину. Следующим шагом вам надо делать русскую республику, где-то в центральной Как ты части можешь, федерации. подожди, как ты можешь На пойти столице, в Позднякову? городе Воронеж У или Позднякова, Рязань. Джуджукети, Позднякову, как ты можешь пойти? Его же оба сестры, что ли, работают эскорты, ты что? Нет, Как я ты можешь к в такому канале, человеку я говорю, в обратиться? комментариях. Я Ну вот, Позднякова комментарий. сестра, это Позднякова, там, эскорте другие. работает. Как это так Ну, мне без получилось? разницы, где у него сестра, я же не родиться к нему пошел. Я А, в канале у Поздняков него комментарий. является их сутенером. Короче, вот Ты такие три позиции. Так что от ну Джурджукети, вот если представь, что-то будете представь говорить, себе, Джуджукети, запомните мои слова. Джуджукети, представь себе, если он на своих сестер, он стал сутенером, как он поступит с другими народами? Эх, опять слился наш бедачик 80-х. Хорошо, он ушел, что ли, Джурджукетти? Куда же вы ушли? Джурджук, мы вас любим. Смотрите, про то, как забирать у людей имущество. Он говорил, в Коране такого нету. Но мы сейчас зачитаем аяты из Корана. Так, с вашего разрешения, дорогие друзья, в Джурджукетти, вы, надеемся, вы нас будете слушать в записи, потому что вы нас все-таки слушаете. Целая сура про трофей, Аль-Анфаль, трофей, сура 8. Кому интересно, пожалуйста, идите читайте. Целая сура в Коране посвящена про трофей, потому что пророк Мухаммад, псевдопророк, убийца, насильник, маньяк, растлитель малолетних детей, занимался убийством, разбоем, воровством, бандитизмом и присвоением чужого имущества. Тут первое, значит, сура 8, первый аят. Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи, трофеи принадлежат Аллаху и посланнику. Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и его посланнику, если вы являетесь верующим. Это сура, этот аят и сура пророк Мухаммад выдумал, когда он начал заниматься грабежом, и чтобы люди уже не спорили о той части, которой принадлежит. Он всегда в своих набегах, бандитизме, одну часть отдавал типа Аллаху. Значит, ему была часть его бандитам, которые за ним ходили, называемых мусульманами, по аналогии с Аби Бараевым. И как бы две части у него было. Ему и Аллаху. Понимаете, его друг Аллах выдумал, от которого он все суры, аяты выдумывал, прикрываясь именем Аллаха. Он же говорит, Аллах мне дал такую суру. И как бы, ну как, понимаете, о чем речь? Аллах идет, сура, аят, Аллах идет, литуга, тогда не гнится, выдумает, что ему себе выгодно. И потом, когда уже трофей нападает, он говорит, нужна одну часть Аллах. Вот, например, у нас 100 тысяч американских долларов, да? И нас, например, 5 человек. В моей банде состоят Криксаун, Джурджукетти,
Кто там еще? Ну, без разницы. И нас 4. А я сижу такой, я примерно в роли Мизмама, я говорю, так, Энти, войди к Хуан Кали Энвей, Ара, и тут крик сразу, боевой ворот, самый такой, Ибн Умар. Такой, он делал, что вот, мало, когда Даниэс, и когда они с нее подумали, вы они, а эс, он должен, я же хитрый, собственно, кыш мой Ибн Умаря. Вот турту, вообще, хват, малых не рекуешь. Через очень сыхлюешь, она хотела, яхшу, шмаля, лер, ну, знаю. Есть специальная сура, аят, где он боится зайти к своим женам, потому что трое там кушбанили. Кстати, Сараф, меня раньше Да. звали Умар, если ты не в курсе. Паниковский, как Паниковский делил, да, 10 тысяч, вот так, да? Да, поэтому я тебя боюсь. И я такой, знаете, из-за страха, но хитрый, я хитрый, очень подлый, ушлый тип. Я такой, ну, Умар, ну ты что, брат, Аллах уже нужна часть. И такой, ты как бы верующий, такой, мне же, ты же такой, чисто драться умеешь, а головой думать ты не умеешь. И ты говоришь, Аллаху, да, нужна часть. Все-таки с шашками. Ну, давай Аллаху одну часть. Главное, вам 3 части, а мне 2. Видишь, какой я хитрый? Это сура 8, аят 1. Это для Зурзукети, потому что он говорит, я думаю, мусульмане, нам думать не надо. Ты конкретно что-то говоришь, ссылайся на суру аят из Корана. Все. Дальше читаем. Это сура 8, 1 аят. Так, дальше. Совалился? Вот сура 8, аят 7. Да, сура 8, аят 7. Конкретно, мы ссылаемся на конкретные аяты, хотя тут все об этом говорится, но мы на конкрет, чтобы не было вот этих кривотолков. Ну там же не про добычу, там же не про трофей. Нет, это вся сура про трофей, но мы ссылаемся именно на аяты, где именно вообще конкретно говорится об трофее, о том, как забирать чужое имущество. Смотрите, вот Аллах, повторяю, сура 8, аят 7, сура 8, аят 7, сура 8, аят 7. Кстати, кому интересно, пожалуйста, мы сейчас скидываем, наши технические модераторы скинут ленту этого канала. Берите и читайте вместе с нами. И потом вы будете убеждаться, что мы никогда не времени от себя этим не занимаемся. Снова повторяем. Сура 8, аят 7, сура 8, аят 7, сура 8, аят 7. Читаем. Вот Аллах обещал вам... Микрофон выключите, пожалуйста. Микрофон выключите, пожалуйста. Точно, у вас микрофон включен. Ну хорошо, ладно, мы наш единственный модератор отключим. Так, читаем. Сура 8, аят 7. Вот Аллах обещал вам, что вам достанется один из 2 отрядов, торговый караван или вооруженный отряд мекканцев. Вы пожелали, чтобы вам достался невооруженный отряд. Но Аллах желает подтвердить истину своими словами и осквернить неверующих. Это значит о том, что они перед нападением молились, чтобы им попался невооруженный отряд караван, чтобы захватить его и разделить имущество. Понимаете, какие они были хитрые посланники? То есть сахабы, асхабы, табиины, ат-табиины и пророка Мухаммада. Угу. Вот это один, это вообще тут конкретно. Смотрите, 8, вот, сура 8, аят 12, сура 8, аят 12, сура 8, аят 12. Это вся сура называется трофей. Это вся сура называется Аль-Анфаль, трофей. Что тут еще говорить, я не знаю. Как еще можно человеку объяснять, что в Коране, в сурах и это прописано, чтобы нападать и забирать чужое имущество. А тут нам Зурзукети втирает, ну так, это не, конечно, не политкорректно, объясняет, вот, я думаю, мусульмане должны... Ты не думай, ты конкретно ссылайся на суры и это же все-таки базовые принципы, канонические принципы, фундаментальные принципы. И читаем, сура 8, аят 12, сура 8, аят 12, сура 8, аят 12. Вот твой Господь внушил ангелам, я с вами, укрепите тех, которые уверовали. Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. Это чтобы перед нападением на тех, которые не веруют, он говорит им, рубите им головы и рубите им все пальцы. Вот и все. Забирайте их имущество. Этот смех тоже там в конце стоит, да, Салям? Вот тут надо смеяться, Абак. Это тебе вот именно, да, luxury Muslims. Luxury Muslim, Абак, смейтесь, это очень смешно, собственно, хотя очень не смешно. Сура 8, аят 13, сура 8, аят 13, сура 8, аят 13. Это потому, что они воспротивились. Конечно, любой будет, это справка от редакции, будет сопротивляться тому, чтобы его убивали и забирали его имущество. Но тут так и написано. Да еще при этом, чтобы изнасиловали его жену. Да, перед ним, перед его глазами. И его детей тоже. Маленького мальчика, маленькую девушку.
Это потому, что они воспротивились Аллаху и его посланнику. А если кто противится Аллаху и его посланнику, то ведь Аллах суров в наказании. Вот и все. Вот я, например, захожу в Дзудзукете в дом, я говорю: Дзудзук, так, мне нужна твоя машина, мне нужны твои ковры. И тут Дзудзук начинает воспротивиться мне. Говорит: не, я не могу тебе дать, это надо не по сильным трудам. А я такой ему говорю: ты что, против Аллаха пошел, против посланника Аллаха, его суры аятов? А если ты пошел и противишься этому, то ведь Аллах суров в наказании. И начну его рубить ему голову и руки. Так. Вот такие вот суры аяты. Так, хорошо. Что там еще? Хорошо, ладно, вот еще одного сура. Сура 8, аят 17. Сура 8, аят 17, сура 8, аят 17, сура 8, аят 17. Не вы убили их. Это чтобы, знаете, как сказать, чтобы души у них как бы... бывает же все-таки у маньяков, убийц иногда такое просыпается угрызение, совести-то у них нету просто, вот называется угрызение совести, вот, что-то вот есть. Лакшери муслим, вы с нами? Вы слышите нас? Лакшери муслим. Вы понимаете, о чем мы говорим? Дайте знать. Лакшери муслим. Абак, это вы. Муслим, вы слышите нас? Мы это вам объясняем в мельчайших деталях. Абак, ну, Абак, кажется, заснул. Абак не слышит нас. Хорошо, ладно. Раз вы уже не слышите нас. Хорошо, продолжаем. Продолжаем читать суру 8, аят 17. Сура 8, аят 17, сура 8, аят 17. Там написано, вот, угрызение совести все-таки иногда вот в год один раз хотя бы у кого-то просыпается. Даже у самого страшного маньяка. Потому что говорят, вот все эти тела, все эти лица, которых я людей поубивал, они передо мной ночью во сне, я не могу заснуть. Вот это будет. И вот он говорит, чтобы их успокоить, их души, чтобы они все-таки занимались этим бандитизмом, убийством, насилием, он сказал, пророк Мухаммад: не вы убили их, а Аллах убил их. Вот легко, да? Все. Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от себя. Значит, когда ты убиваешь людей, нападаешь, забираешь их имущество, караваны, все такое, насилующих женщин, это испытание для тебя. И не ты это делаешь, а Аллах это делает. Аллах их наказывает, потому что они неверующие мусульмане. Дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от себя. Воистину Аллах слышащий, знающий. Воистину Аллах, он говорит, слышащий, знающий. Значит, все, что делаешь, это ради Аллаха, и это он делает, не ты, так что не должно быть никаких угрызений совести. Делай так, как тебе повелевает Аллах и его пророк, конечно же, который выдумывает все эти суры аяты, пророк Мухаммад. Вот такие вот дела. وما رميت إذ رميت Тут еще ولكن الله много رمى. можно читать, но я сегодня не буду читать, потому что это много времени займет. Я вам сейчас дам возможность рассказать. Потом мы расскажем про секту, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот если есть реакции, пожалуйста, говорите. Дзурзукете, к сожалению, нас не слушает, он убежал. А хотелось бы, чтобы он ответил. Говорят, солодух, что он просто нога, юкирялся, связь. Слушали, муслим, вы поняли, да, о чем мы говорили? Резон, о. Все, мы молчим. Вот такие вот, видите, а он говорит, то, что Лакшери Муслим говорил, Лакшери Муслим, прошу прощения, Дзурзукете говорил, вот, я думаю, в исламе там что-то. А мы говорим, не, ты извини. Ты если что-то ссылайся на Коран, суры, аяты, ты говори конкретно. А мы ему сказали, что в Коране, сурах и аятах рассказано, объяснено, предписано, как забирать чужое имущество. И мы привели ему суры аяты. И целая сура называется, так и называется. Аль-Анфаль, трофей. Идите, убивайте, забирайте. Вот чем занимаются аварцы, потому что они наши мусульмане, под крылом русских. Ах, конц, хаус, deze кое, ах, дох, штуйвен, нахчеш, босу дуэль, эн дуэль, хаис, deze, уэдек, детан. Уэль, Вот это вот хороший. Хороший, вот смотрите. эн хадаш, хельч. Уэ, Хороший. хаис, Вопрос хороший. Поэтому вот сами себе задайте вопрос. Мы его как бы отправляем вам обратно вопрос. Вот вы как себя кем считаете? Вы мусульманин или вы чеченец? Если вы говорите, что мусульман, что был Бог,
я мусульманин, тогда вам подходит. Но если вы говорите, что-то я мусульманин, но мне это не подходит, тогда уже вы выходите из ислама, вы занимаетесь ширк вы делаете, куфр, потому что вы не принимаете все как есть. Значит, вы все-таки, у вас есть что-то чеченское. А в чеченском кодексе Нохчела нету такого, чтобы нападать на кого-то, забирать, заниматься подлостью. Наоборот, у чеченцев как? Гостеприимство. Кто-то к нам пришел в дом, мы его встречаем. Он под нашей защитой как бы находится. Мы его провожаем потом до того места, где он будет в безопасности, даже если ему какая-то малейшая опасность угрожает на нашей территории. Это Нохчела. Мы принимаем, встречаем, привечаем, накормим, позаботимся о госте. Потом мы его провожаем до того места, где он будет в безопасности полной, чтобы уже не как бы для себя, не для него, а для себя, чтобы не чувствовать ответственности и угрызений совести, чтобы наша совесть была чиста. И за Нохчел был. Мы не арабы, чтобы на кого-то нападать, просить у Аллаха, выдуманного пророка Мусульмана, говорит, пускай мне достанется караван, который не вооруженный, потому что легче грабить, насиловать, убивать чужих женщин, детей, мужей. Понимаете, вот какая там суть? Это очень тонкая грань, между прочим. Но если вы говорите, я мусульманин... Да. И мы собираемся и Дюанштеш, Герз Махилар, и Гур простой Бешхилар, Герз дочь, Хатикет, Милогу. Просто это неожиданно, даже Махилас, Хокан, Тикет, Бон, Олша, Матахилатар. Они выжидали, и Гур слабые, Штатикет, Вижнак, Волвижнак, Мельвек, да? Всех подряд. Гуман швейн мухмегду, да? Ютига состыко. Вопрос. ويبصوا ده ويمجديس أباك Муслим. ويبصوا ده ميجادات. Да, Крикс, просто дополните, если что. Вот поэтому мы же говорим, тонкая грань. Вот вы себе задайте вопрос. Вам подходит это? Если вы говорите собу, значит, вы можете грабить. А Наксон, если у вас есть угрызение совести, вот какой-то момент вы говорите, это не то, как-то мне это что-то не нравится. Может, пойти напасть, там кого-то убить из-под тишка, забрать его жену, изнасиловать его детей, расстрелить его сыновей, там. Как-то вот мне это что-то не нравится. Значит, у вас что-то есть осталось чеченское. Просто чеченский кодекс Нохчелла, он такой не предусматривает. Нохчелла предусматривает, как вы только что сказали выше, встречаешь, привечаешь, ухаживаешь за ним, потом провожаешь до такого места, где он в безопасности. Это разве есть там что-то хоть общее с арабской идеологией? Ислам арабской идеологии, вот этой вот бандитской, насильной, вообще это вообще только подлость, понимаешь, из-под тишка нападать на караван, который идет по пустыне несколько месяцев, ни воды, ничего нет, и тут такие, знаете, бандиты на тебя нападают, насилуют, убивают прямо перед тобой твоих женщин, уводят в рабство твоих детей, потом же их насилуют, перепродают, и потом они прикрываются какой-то религией, высшими силами. Понимаете, вот это вот. Надо себе задать вопрос, вот чисто себе задать вопрос, и там ты уже сам себе разберешься, если у тебя нормально хотя бы какие-то есть, остались там мозги. Если у тебя есть мозги, значит, ты возвращаешься в Нохчел, а если ты уже говоришь, не, я мусульманин, мне все твое, тогда это же другой вопрос. Тогда иди в пески к ними, живи с ними. Не надо эту грязь нам втаскивать, затаскивать. Не надо нам говорить, что это наша религия, что у нас общие ценности, какие-то духовно-морально-нравственные, что мы приняли ислам, потому что это соответствовало нашим многовековым, тысячелетним устоям, законам. Нохчела, там, ламас, шваш, гыл, хул, эздангал, духум, штухойгах, уонхал, я, сила, цонал, дозал. Духум, штухой, это же не просто слова, это целые, это термины, это вообще устоявшиеся многовековые устои, ценности, система морально-нравственных ценностей, которая создавалась веками, строилась на крови чеченских женщин, мужчин, детей, которые боролись за это, отдавали свои жизни, не покорялись другим империям, которые вот противостояли всей этой грязи, которую нам заносили. Разве можем мы этим поступиться? Надо себе задать вопрос. А тот, кто говорит, нет, мне это не нужно, я не чеченец, я мусульманин, тогда это тоже, конечно же, это его право выбора. Каждый выбирает и вправе выбирать то, что ему подходит. Но он не вправе уже навязывать то, что он выбрал другим, которые это не признают и не
не хотят принять. Поэтому он автоматически выходит из чеченской нации, если так мы правильно будем ставить на свои места. Но, к сожалению, сегодня на нас накидывается вот эта вот исламская идеология на русских штыках, на имперских русских штыках. Все эти муллы, все эти проповедники, которые якобы псевдоборцы за так называемую чеченскую нацию, которые противостоят русской империи в странах Запада, в странах Турции, но которые получают деньги из российских спецслужб и одновременно проводят эту политику размывания чеченской нации изнутри устоев нашей чеченской нации посредством внедрения нам каких-то вот этих бандитских, распутных, бесчеловечных устоев, которые называются сектой ислам, и те, которые находятся на территории оккупированной Чеченской Республики, все эти муллы, все эти имамы, которые за русские деньги и курируемые напрямую уже в открытую русскими спецслужбами, они противопоставляют нашу нацию чеченскую, делят нас, внедряют нам эти исламские, арабские, подлые, мерзкие законы, устои, эти Коран, суры, аяты, эти все хадисы. Это просто разобраться, что нам нужно. Понимаете, эта религия, она навязывается чеченцам для того, чтобы сделать из нас рабов. Понимаете, человек, которого ставят на колени, и который задом становится к небу, постоянно у него зад к небу, называется кверху зад, и на коленках стоит 4 части, 4 точки, на коленях, вот полностью как бы, на четвереньках, руки, ноги, вот, раком стал. Он уже раб, он по сущности свой раб. И самое главное, он куда молится, куда он направляется? К черному камню, идолопоклонник, в сторону Саудовской Аравии, Мекки. Он отвергает свое национальное, становится спиной к своим национальным, моральным, нравственным устоям, своей культуре, к своему языку, к своей земле, к своей родине. И выбирает именно поклоняться другой земле, другой культуре, другому центру. Задницу показывает, своим задницу показывает, да, поднимаясь. Да, правильно, да. Он своей культуре, своей нации показывает задницу, становится на колени другой культуре и поклоняется ей, и какому-то черному камню направление берет туда, и полностью он превращается в вот этого раболепного араба, недоараба, потому что даже арабам не нужны мы. Они так и говорят. Вы отстой для нас. Вот просто эту картинку выстроите к себе в голове, выстроите логическую вот эту вот цепочку с критическим мышлением, хоть чуть-чуть. И вы поймете все это. Тут не надо быть 7 пядей во лбу, там каким-то высокоинтеллектуальным философом, моралистом, ученым. Это очень легко. Да, и ничего сложного нет. Мы же не говорим, бойтесь, мы наоборот говорим, идите, читайте суры, аяты из Корана, и все. Ничего в этом страшного нет. Просто садитесь и читайте. Вот то, что тут вам заливает журналисты, такие вот подрусские агенты, сразу все станет явью, все встанет на свои места. Так, если у кого есть реакция, пожалуйста, добавляйте, дополняйте, мы послушаем, мы даем слово всем. К нам присоединился Ибрагим Никархо, ДДЕ, Дэниел Дэй Левис, Нохчо, Точка, Мурмор. Венис, Айдош Юдала. Деврейс Хол, да, буква Хойло. А может вам добавить нечего, просто хазхет лишь ногчи, штайлер шпол. Да, эту больше, да, удобно. Аллах, мы все ради Аллаха стараемся. Вени, у меня есть добавить, я очень надеюсь, что когда-нибудь мы изобретем машину времени, перенесемся во времена нашего великого профета Мухаммада и увидим его наяву, как описывается в хадисах. Там, сидит там себе, царь на троне сидит там. И это самое там, рядом с ним ребенок там, который ногтями там убирает вот эту белую, вот эту кончину с его с платья. Одна женщина убирает пши у него на голове там, беззубый такой, шепелявит, потому что у кого нет зубов, они шепеляют, шепелявники. И когда он
сморкается или харкает, там его асхабы подбегают, дерутся между собой, чтобы взять себе в рот, это то, что он высморкал там, то есть все там, да, там. И увидим образ этого бедуина, да, и представьте себе, мы идем туда, да, он берет омовение, говорит, теперь давайте мне пора делать омовение, берет из колодца, куда там менструационные там тряпки выкидывает, дохлые собаки там срут там в этот колодец, а он там это берет омовение там. Ну, вот такой жесть, я надеюсь, когда-нибудь мы увидим наяву там, переселимся в те времена. Вот первое, что вот мы, если будет, мне скажут, как изобретут, вот куда ты первый хочешь отправиться, я возьму с собой камеру, все оборудование там, да, там, возьму с собой вот это сам из Алиэкспресса, там, закажу у китайцев вот это резиновых кукол, да, которые похожи на райских гурь. Скажу, вот я тебе гури принес, который там, ну, уже есть гури, вот это, ну, это куклы, да, для интимных дел там с искусственным интеллектом, которые могут разговаривать, там они и любые языки знают, мы же знаем, что искусственный интеллект знает любые языки там. Подзарядку возьму для него солнечную, потому что там пекло в Аравии там, чтобы он там заряжал там, скажу, что это прямой контакт там с Аллахом там через солнце, то есть все приходит благодать это, и потом это гури опять готова с тобой быть там, типа восстанавливается у него девственница там, да, там, ну чуть-чуть там обману его там, да, и все засниму, покажу там, как там Умар ибн Хаттаб там бегает за женщинами, там шпионит, как там пророк, не оглядываясь, выходит, а за ним бегает этот Абу Хурейра, не оглядывается вообще, садится куда попало, понимаешь, это прямо хадис описывается. Даже у моего маленького ребенка есть эта мораль, когда, ну, да, ну, как бы неприятно это рассказывать, но маленький ребенок, да, там, года 2 ему. Еще помню изначально, когда он это самое начал ходить, он что делал? Когда он по своему делу идет, памперс одет, он прячется за диван, оттуда смотрит, свое дело сделает, понимаешь ли? И ему не нравится, когда это самое, его скромные места, даже у детей есть морали. Идет скрытно это, делает свое дело, даже когда в памперсе. А наш величайший Рахмадулла. пророк, сейчас быстро закончу. А наш величайший пророк, Мухаммад, там не оглядывается никуда. Обычно пророк, который не оглядывался, вообще там не смотрит, если там женщины, там дети, поднимает свою вот эту платье там с кончинами, которые Айша там ногтями там это скрабывала там ее, и садится куда попало. И Абу Хурейра ему камушки носит там. Ну, вообще, надо признать, там, это реально такая секта, такая мощная. Прямо можно целый такой фильм снять, такой, ну, комедийный, да, как там жены между собой дерутся, там, все эти скандалы, все эти вот это интриги там, поймали в постели, потом это его же, это самое, ну, это сын Умара ибн Хаттаба, шпионит за ним, смотрит, как он какает там, да, там, в какую сторону поворачивается, проворачивается там. Ну, был бы хороший сюжет, кстати, материал. Все закончил. Хадис абяхун билла. Вахвала. سؤال Артур, насчет сына Элара прячется. У меня внучка то же самое делает. Представляешь? У меня внучка в памперсе, она прячется, когда идет это делать, тоже прячется. Да, у детей даже есть вот это, да, человечность, да, у них уже запрограммировано нашим Творцом, нашим Всеотцом Одином, это мораль, что ну, некрасиво, негоже при людях делать, дети это знают, а он не оборачивается, ему пофиг там, идет в своих кончинах среди людей, там ходит, там сядет куда попало, там люди видят, как он это делает, стоя делает, сидя делает, там это справляет свою нужду, там не стесняется это рассказывать, ну, что за животный образ такой? Даже животные некоторые идут там в какую-то определенную сторону, там это дело делают, закапывают. А он садится там, говорит, еще камушки забыл с собой. Если бы Абу Хурейра не было бы рядом, то что бы он сделал? Он даже камушки с собой не взял.
Не оборачивается, идет ему пофиг на всех, плевать он хотел на всех там, никакой стеснения там. Он главарь, он там царь на троне сидит там, понимаешь, и там. Вот такой чувак, короче говоря. Вы описали очень хорошую, красивую картину, дорогой коллега, о том, как вы будете снимать фильм о нашем пророке, о том, как он жил, как он, о его быте, о его семье. Это очень хорошее вообще. Хороший будет фильм. Название Да, говорите. с рощи в терновнике. Да, очень интересно. Смотрите, дорогие друзья, Да, давайте... сценарий будет круче, кстати, Вени, даже круче, чем Рокки Бальбоа. Получит очень хороший Оскар, кстати. Это понятно. Знаете, вот сейчас мы вам зачитаем про секту, чтобы люди понимали, о чем речь. Потому что когда вот люди говорят, вот вы там нападаете на религию, мы хотим объяснить, что такое секта. Чтобы людям было понятно, что такое на самом деле секта. Так, дорогие друзья, мы вообще под объяснение термин секта подходит религия ислам. Почему? Потому что секта это такое определение, где объясняется, почему люди так слепо верят чему-то и идут за кем-то слепо. Поэтому мы сейчас вам это все объясним и сделаем анализ и как бы сравним религию ислам и секту. Так, секта от латинского учения, направление, школа, религиозная группа, община или другая подгруппа, отколовшаяся от господствующего религиозного направления. Возникает как оппозиционное течение по отношению к ранее утвердившимся господствующим религиозным направлениям, часто в результате их раскола. В результате протеста против их доктрины, культа, организационной структуры. Для сект характерен радикализм учения и системы ценностей. Проповедь своей исключительности, настроения, избранности, резкое противопоставление себя церкви или от учения религиозного, от которого отделились. Так, это как бы уже ясно. А теперь читаем дальше. Что такое секта? Тут они объясняют немножко, что такое секта. Фактически сейчас многие ученые, религиоведы считают слово секта оскорбительным термином. Иногда его используют, но в специфическом контексте и в значении, отличном от общепринятого. Например, говоря о группах, которые называли сектами в 19 веке. А небольшие и недавно появившиеся религиозные группы ученые называют новые религиозные движения. New Religious Movement. Это на английском. Новое религиозное течение. Коротко, секта – оскорбительное слово, которым представители крупных религиозных течений, средства массовой информации и некомпетентные люди, они тут говорят так, называют все маленькие непривычные течения. Твердого определения нет, в религиоведении почти не используется. Смотрите, читаем дальше. Но ведь такие движения бывают дикими и преступными. Да, такое бывает, хотя и не часто. Среди новых религиозных движений, а, как мы знаем, типа монотеистическая религия, ислам, он уже в конце VI века зародился, в начале VII. Среди новых и последней религии, монастическая, как они говорят, встречаются откровенные бандиты и мошенники. Например, члены, они аналогии делают, японского движения Аум Синрика, которые в метро подорвали, там газ распылили, много жертв было. Устраивали теракты, скажем, лидера Ашрама Шамбала, Константина Руднева, посадили в тюрьму за изнасилование. Они себе придают любую как бы компетентность, власть, чтобы творить вот эти вот преступления. Недавно арестованного лидера секты бога Кузи, такое тоже было в России, бог Кузи себя провозгласил, его, там вокруг него были одни женщины, более 100 женщин, Андрея Попова, обвинили в мошенничестве. Некоторые средства массовой информации, это говорят, в России запрещены как эти нововведенческие религиозные движения, запрещены как экстремистские, но, как правило, новые религиозные движения, они же, вот в России же так же, вот они ваххабизм говорят, это религиозно, а ислам, они говорят, это нормально, традиционный. А сейчас все уже в ваххабизме, салафизме. А салафизм, это называется саляфы, чистые, это те, которые были первые
возле пророка Мухаммада. Поэтому это фундаментальный чистый ислам, только на Коране и Сунне. Как экстремистские. Но, как правило, новое религиозное движение не опаснее, чем традиционное или чем любая организация. Везде может встретиться недобросовестный человек, манипулирующий своим положением ради наживы, самоутверждения или воплощения больных фантазий. Во всяком случае, нет никаких доказательств того, что новое религиозное движение владеет какими-то особыми методами манипулирования сознанием, вроде зомбирования. А зомбирование в исламе идет полное. Вот человек, который уже под ислам полный попал, он идет с ножом, любому голову отрубит, себе взрывчатку в задницу вставит. Для того, чтобы у вас была возможность вставить себе в задницу, в задний проход взрывчатку, он начнет заниматься гомосексуальными актами со своим братом Муджахидом Ихваном. Целые фетвы издаются для того, что они же уединенно, изолированно живут. Целые арабские ученые мужи сидят там по телевидению, отвечают на вопросы. Там вопрос говорит, можно ли там половой акт сделать со своим братом Муджахидом для того, чтобы взрывчатку ставить, для того, чтобы он сделал истишхад, есть такое понятие, чтобы самоподрыв. И те объясняют, да, можно, сделай ему анальный проход, вставь свой член, сделайте половой акт, расширьте его, вставьте туда взрывные устройства, там, взрывчатку, ходите, тренируйтесь. Ну, такие у них есть, это все это написано. Зачем нам это нужно? Вот, разве это соответствует чеченским нормам? Разве это соответствует нашей системе морально-нравственных ценностей? Разве это соответствует нашей истории? Разве это соответствует нашим предкам? Разве это соответствует памяти нашей нации, памяти наших предков, вообще нашей культуре? Конечно, это не соответствует. Мы же не такие люди. Как мы можем такое? Представляете, я со своим братом чеченцем нахожусь там в боевых действиях, в каком-то блиндаже в лесу под Шаторем. И он типа хочет сделать истишхад. Я ему должен сделать половой акт в задний проход, или он мне должен сделать половой акт в задний проход. И потом я себе взрывчатку в задницу сую или ему, и мы идем подрываемся, чтобы попасть в рай гурьям. Вы представляете, как они нас очернили, как они нам загадили мозги? И все это для того, чтобы попасть к гурьям, этим девственные плевы, не знаю, там 72 гурьи и больше, просвечивающие одежды, жемчужные мальчики. Это что такое за рай вообще? Там нет ни родителей, ни отца, ни твоих детей, ни дедушки, ни бабушки. И все это я прохожу на земле через этот весь ад, насилую своего друга, он меня носит. А может быть, нам это и нравится начнется, чтобы попасть туда, в это блядство. А потом они на земле делают такие, приводят примеры: алкоголь, наркотики, проституция. Что это как не проституция, как не наркомания, и вообще это все блядство, распутство, то, что они нам навязывают. Я своему товарищу, боевому, своему сайнаосным кигдаде, шухсу царь годится, чуть-чуть взрывчат чего-то, истишхады. Лицана вау, эхкатерхам, эхкатерхам, я с вами гурмовый. Не, ну шла, олша, то выше умер тадонца. Не, хасен, сон, я цахида царя, шарупа дича, олши кигдаде, что в горах. Уже, да, уже вот, очень важно, ну, бордить может. Я цахида сон То, что в горах, то, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством. Это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Ну, это что не понял. А, это видео пишешь? Человек Мишервел, тебе шарна, у вас что? Головой человек, так что шутят саму, Арсилю куча, Мишервел. Я думаю, сюда какой-то Ихван зашел. Хайдел, да, батя святаешься. Думаю, откуда он появился, может? Аж что горы, какие горы, может? Стеда, никогда. Не, хубо, хайон, Крикс, боевой ворон. Без разницы, царьху, акше, меток, да, царь, мячевый, бог, 20 тысяч садул. Дек дукать, одни целые видео шмыцер, галяться, фатва шлуш, целые там у них эти фетвы, мусульмане, там, ученые арабских стран сидят там, это Саудовской Аравии, на минбарах. Им задают вопросы эти муталимы, студенты типа, что вещи цани, на Остяне, джихаде, Сирии, там, не знаю, где они там были, в Афганистане, Пакистане. И что, а что, я адамик, что есть, взрывчатка, чуть-чуть, я вам, истишхаде, вот, делался, и гухамял, вообще, что это такое? Война в Чечне, что и Или войца, лилинчук, ты жду изом, это, я алгаляш, истишхад, сам на это, юл мыйвца, войца, она была, шляхар, истишхад, лилю, Эрби Бараевс,
Шишич КамАЗ Чухан. Я который суал Ханкала, учится, блокпост. Вообще, это что такое вообще, царь? Вы это один агент ФСБ, Шишич Хаец. Взывчат, КамАЗ на Чухат, Джимац, Гарри Кейдалан, Галирион Джихадя Бош, и Хуши Дуладин. Вообще, бяхдер царь, вы фам. Вы Джихадя, Лялги, Тия Шхарца, Ахпачи, Тия Взывчат, Юлши, Лялши, Долгач, Хилмадат свой, мой марш, мой язык, мой сунам, цегиш, и елсмани, вообще, да, латсун дела, и елсмани, хуелсмани, братский кахпол, ну, сейчас забыл. Шоустрой щит кулит их качкач, сей да, на, мохка, сей на, уаст хайзин, со хайзуй там, цигвешкач, возмачо ешкала, сон, и шоустрой щит жируй, и кенти мех шлочбиш. И цигари, хоцина, нохчему-то, чакари, и малыр хам. Цигвеш шухсу, и шахадек дадин. Через весь ад прохожу на земле для того, чтобы это блядство обратно там же встретить. И через это все это блядство, распутство я прохожу. И думаю, дивіться, дağlar doğal mı отсюда, да, там же дağlar mı, хам. İş tsadik, çakon, 10 sekund. İşya madar tsadik, $100, бяхмабил, iş хазам дати, дюч, ахка tsadik $100, вой дюч, цахы, чухар дюч, жашавик блюститель, нравовхыл, давайт, машавик, ойля, алхаля, цена, малхыл, давайт, рукрма, ча дюч, дюч, идешду, дейтанду, дойтер, долшту, Deutschach Bonich bu, itamo dedi tsadiz, itam madi shavik ima nicht mal noch das ist busol dine arbogumdu noch so kuchu machis noch chumlar diet achtunde noch chumlardaish и noch chumlarda chakdak mabях divoy noch chum dadak koynu peri büro sektu tunde olsnu kucha abak es volitom sobra tunde kucha yaze modu sekta. Для сект характерен радикализм, а ислам является сектой. Радикальный будешь, шавик, виш, вах, шхизуш, учение и системы ценностей, проповедь своей исключительности. Шаш боца, штацен лац боца. Даже гоуши нюка, они гоуши нюка, мы будешь, гоуши будешь, 72 течения, или хавари, джуи, хажири, дуи, муджири, дуи будешь. Настроение избранности, шаш бедес дац боца, шаш Аллаху хажам ду боца. Резкое противопоставление себя церкви. Массугума галбуш, мюлха димна шеголшла галбуш, от которой отделились. Совелышон, абак, мистер Хай, бяхмабила, исхадило. بعدك ديش يحتاج ميلدك إيتو عند عديك ما بخور هون تير علم ناخ عدوش تقدوك أتار مرز تنا ديدوي أو مرزي خزيدين تار حدوش لوك أو ساعة تيت بيوش بات وي بيش العديش أو معش حوالي ولدات فقبوت وي ليش كردوش سن اما نوي ودعقيتوش شين دعقيتوش بركل لا تقصر ختاب أربع متاع بركل ختاب ادوش سأل قصر سان ويتاح مولنش تدويتشتك مدر سن عدويتش خيش هو سمق دوش عشدو دويتش لا أبك إيش ياونا بصو باتون يخزل يتسنا دات يوز يخ شبال عطوي وطان ايقت ابزاتن تيجي إلن ايقتي شو اتتام إلا وانت اهمنش موديت سار اخوش مدر دعتديش هو خلط اخوي ما هو تكي شناخ ايخوش ما هو دوق قيز دلاخ خز سار مارز اقر مارز دو اقر قنخيت مي دو بوش حدويتش بدوي ودعدويتش دوق افسو فتهنا ميل يوروبي ميل قاتشك просто تحبس شمتان هم بات مارخي لامزي بوش عش دقلا بوتيغا نخشي وصو بوش لوي نشي он не знает تدين شو عووتي وقت نرمان شاتن بوسو بخيتون فتون كستش عيتول تيتوال هنوال потому что цан цадит дич тахер чуахчи لا حدودي اس عام داير اوش دقوا بشتغا اتماجدش صبحت ثبت اتمت كيز شندين هتسويني وجيتلنا причина нужна تعوز شوز قوز يخشقت نأتمت كحايت بال بش حجري دعباز بل اشتر بش بو
تندر ديزو قدهم نوه تويت وان بغيش داتت وان بيت صباح просто شيدين عمديش حلقوخ شي ورداش وار ويسون تقاي اتويسن بوش دقيقة ماش داش بيش شاش بيش هن خلش ويلش تعمل وموغ وويزي وني عدي نقص هو هودا ديزي بوش اوسا دي شي ورداش موح ان تير هما عام دحوسش ودوقتك او خلخيتا دق عتديش صداو تعي بيشكتايو داو اتو باو داو ستيلر تشوانك متا واو دق دقوة دوتو ديت شملات باوشنش زورزو كيتي حقي نشي باغ باشي اتمت كيز هاتشو وقوشو قدي دوش ارشنك ابرشيني نشا تشو وخرقهم دات اتنا دات يبام بي دات اوش просто питтимшлил داي انت حول هنا عدنا غاسقي اتر بارتي دقين او رسي عشموية تارت انا بريك ششقيش اذا اوش حاستو شو это гуш маду мяудек нах аудал бу мамахтеш أبا زورزو كيتي هو إسامبش بامبي زورزو كيكتي بولا شنري شات تتسايف مسلمي إسلامي أتشاخيلا البلوجر شبات بريسي أشو بوشش نوخشخم أي أنجيل دوشي بوش شبات أدكيوت تعب بوز ما بوين تتسايف مسلم بوخصا مسانا غدر أبشيسني باشلامي شماشلامي ياتر بسودا إستوريك شي بو بو и русская община яц, цархатлец, хокон те хаур буку шебиш дяри, шейк Баркалбович, вот их ирдухцем, вот царь, они защищают русский мир, и они прятают на кол, они посадят. это لا Они, ما دقستاني لا تنسطش اتجي تقون موهديت وجاي بشبك دكني ابوي هنا عدن قال لمت اوكرانيا اتوام محمد عايزين شو ده عايزين يسلو قوة ما يربطش على الليل بوش بوكسر Сундер, ой бог, Дзудзукетти, Хасан, вроде ты не глупый парень, но хайбалдыш, хуш, нутхун. Бамба, раститель малолетних детей, педофил Хамаэлю, агент ФСБ, его шнырюко, это Москва, Вахен, российский, Почалка, Вахен, Угар, ксенофобский, Дюнеча, Мялил, террористический, государственное образование, Россия, Вахен, Бусалдин даже, Швор, Масумета, Шариат, Давахтуш, Бамба, Боста, Шнырю, Ислам, Туцай, Уйер, Таблой, Руки, Муслим, Туцай, Милу, кто он там? Как его вообще имя? Муслим Туцаев или Ислам Туцаев? Поправьте меня, не запоминаю его имя. Я знаю, что его фамилия Туцаев. уже масана дохар даула шмогул и видео шкина солнцем. Полностью эти шей фонд хаз пополнять это таджима лишний копейки, что подтягивать тоже. Шей цейр крыша больше, болбашна. Илесует на цена там. Туцаев, Илья, да. Паркал Ибрahim. Туцаев, Ильяси, Бамби, Хардзурдзуки, Милуцига, Башлами, Приболгар, блогер, Шбарцер, Альба, Лишмал, типа по России, Ашбол, Россия, Мати, Россия, ой, вторая, Годсон, вторая титульная нация, мы за Россию, мы Россия, но в Чебац, Альба, агенчация, Цир, Эйди, Хаскаш, Даватинул, Эйди, Халлер, и Шафкшук, Шмагдардич. Царь Хугайду Хаешин, царь Яхканил, русский община, по аналогии с русскими маршами Навального, Алексея Навального, Цухена, Родина, партия организовать с Дмитрием Рогозиным от Родины, потом этот Навальный еще в мэры Москвы шел от партии Единая Россия, это механизм шуцер ФСБшный, Алха Дюнчес, долгосрочнейшая программа шуш. Царь Хугайду Хаешин, Харсанил, Ильяс Туцаев, просто Шунхайжма, Ильяс Туцаев, Хёкбахон. Сазелен бошта хычи элерка оленти цалетте цамажин цагаз яцец хаярин цабусол бинч мажвашин гезли шашмаеру. Халмахет иштар
شو تصدق شيء شو تسيت قيتي تعمل ده شليلوش بول يبيو بول بس ونخش قوم بوزي درهم ونجش نخش قام كلبوش ميتادوش أزغاسكش كلكش دويشس نخش كيفتش قيتم دابوخش كيتكش تو كيجي تشوري شليلوش الماخينات شيء شو حيقول ده вообще вы не образованные, вы глупые, вообще дурные люди на самом деле. Или ассоциация, не образованные, не учусь. Чурбан, наверное, tот же ده башлар تهن бог. شربان شمتاقاتش مدوير تهن حق صاحب تماجدك شي تيجا под контролем مو 100% قيتا أروى لك ما ويزي كنترول متشاحو كي غوشو يوش بوش اشتر دوي غدا ديزي يردا ديزي بوش لات везде там это рекламу создают, естественно, наха бакал ахети это ал колодцеш копатеш сан это садана тей засветиться, да все это уже под контролем му кайла бавл айшел вич моат по России век цундель тош бухе этиги воздух сладуч Эйол Украине, России, любой гостиниц халхалеч. Полностью паркинг залез леч, машин нахчи шер. Это он был раз момент има кэч 24 часа бил бирш. О, чечен бог дуй. Дакка амашнин был. Минтыш, как будто тебе никогда в жизни не видели. Тян, вот 24 часа гостиница. А я сетир. Al akır krutoyu boğuşeş iş çıkardığında da bilbetsere mir beç tüh duy bu kisan dinamik çürkşen uç ağır da berzog buktu ana bu çık boğuş beş parası iş qasda az qasqış sertişem işler bu Ах, мисбах, ты туши, давайте дядюш. Туцаев Ильяси, башла ми необразованный, не учу, историк вацху, абсолютно, он историк, он болтуньо, тот згадский шкелейжен, лишь дается, бог будешь. Он туцаев Ильясво, провокатор, агент, шнырь, ах, и что собак смайлер, метавош, дается, капя компасник, на учет хват, жду на карандаши туш. Шбяшпо бол наган, гуш-гушу, нах аудал бач, малеби, нах ати даду, кан ирашу юту, ду ишадик, это нохчика майзде, махис возгасный шкела махис. Халкама ди хопарин слежулар, сыном деряца, раб Кавказа и аргуйор, шем миллиор, вашныр яцет, не зудбей шушчукущикар. Аргнида яцет, есть, арбуца, юахис, баттинца, бич яц, дич там яцет, биди боч, жим боша около верстам. Куицун це милуриваться. Такая Макала, Сахаб. Макала, Сахаб يوم, Сахаб Макала. Изи, Харарни свои, Хашми свои, Харбрати Абдурахманови, федеральный судья. Кстати, Вени, а да что, она бяхма была. Вот этот Макало, он сейчас вместе с этим Тумсу Абдурахманом. И Тумсу Абдурахману его яро защищает. Они же в одной связке работают, чабиш, вот раз, арея, вилуш. Цель мой, он, я чаще категорию, бахка чарна, или астуца ишбуце, вилуш, башла, это более-менее, бахка хрена бешвац, киги чарна, янгульбай, вари, яндарби, варбос, Абдурахманови, Макалови, Масуал, из информационного поля забивайте, киги чвар, метдох, бяхдаши, бахка чарна, это все, пишешь, бишбу, и очень ценность чего юг может ждать, что года диез, вы оши вахт дал диез, или вахт или отсюда ночью хомш дают может ждать, вы ночью маду, цагали делать, а тут ваха, и отцом чу, ходи дон, иншалла, ой дон что, ой фон дион, а пошла ваху, и прямо и низ их ищешь. И там не один, харма твитя, да я лишь на гезли. Уран сурет, да ищешь, ваху что, хамешься ешь. Ишмел чё, хамешдер, дейл вэцибар, ухер мадац. Шебух могут сумны, шехоран маду. От скорача сурет, дишта, шешнахела, шунах маят, да диша, шухачи эйл, нэш маницу дел, ошмышу, эшлейлуш так наган буш маду. Эшмерде, дичтол, и сюил, и дюш, и бюрал, от сновчи омик. А укарин слежу, тузик шмака, ви,
Янгулбай, Вари, Арнису, Рамахала, Ви, Аршайла, Лей Кавказа и Шумета Гена, Мадур, Новчихамам, Ши, Дазал лицани, Ши сила лицани, Цена лицани, Чехдел, Маду Масу, Чехдел, Долшту, Чехдел, Ду, Новчихам, Бях, да еще штац, еще Бях Лурдац. Nach Sembu, Naran, Gustu, Schichoswambana, Taran, seine Yakidische Erde, Schulilach, auch noch zu Düter Madat, noch zu Dütsch Madat, noch zu Ui, noch zu Dolzelil, der Heinz Dolil, Sayo, noch zu Dolzelil, es Heinz Dolil, der von der Schonzemetschkena, Ugar Rilnik, Hakoini Oga, Tuga Arawa, Schichir Uti, Shi Masuao, Shi Ahmin Monitz Bats, Arcos, Smetja Sondelia, Shi Nochi Kiepe, Kelio, Daders. Не шариатский суд, не такой суд, а чеченский народный суд. Смотри, шумета генаду, шутия йогшу, йогарю, шумета бокдац генаду шум, райдыш хитвуш хулгаски, тях литче, целитче, эзешка, аберка, вы гаски, уэнтя, инисбеш. Бриттл замуж, дюнда. Новчикам кармаца делацен, инса кардела мерчун. How chula hins niet moesten nog tjaka. How ham ot juk idealen zijn. Ot slijm is juk idealen. Waar je staan in den gaat zo goed. Zoeken naar internet ja, televisie, scholten. Hins internet, televisie, Amerika, Zapad, verdunne melden nog tje bergen. Kodai, zoals it is er zo nog tje kan areas doen. Kwazlada, nog tje kom, kwazlada. Of dunne tje bergen, uger jubos. Почалшка, аж могут се дюж бу метниш, айма, нельчо халбори, можвашин се дейна, аудохлар, төхөш ду, дюзел хок, почалша, хок мехша, аринстол, дубоштол, амишука, ши, эйлм хатлич, деши, дипломе, гожик, болхчил, метка, шай, нистил, бахшму, кейтам шбошму, нах, аудол, мабац, нохч иштат лилуру, мабац. Прит ялик величокречо новчи и арбо и сюил чусатуани гуац аудал вочи цун мердик хумант яхкой шумелха цун политикце географи геополитик яхкой шушун эш мяжик чукуюшинс мяжик шатлич эш чукуюшдува кидибеш и галеш яхкойш и арбо сюил чудеч арбо элча муши лаймаши дуакмиши цани чудеч и бюгалец замбирует деш а чучуцелеш арман хайхли мабу цундер диес шот и мяжик шокаренс хаиз диес хоушдетич ашиш чучу и нах чукуюш и малниш и сюил чудеч и арбо и бюгал чудеч и хонеч и суреш и эеч и хуицеш и жуши амуш шайв чучу волгеш Паренцу и говорит, ага, исчувал, да, еще паренца исчувал, а хукада, сказам, что на дюшно будет куда айдал, что Рамзан Музмагамада, вац Рамазан Музмагамада, и окасинца, юга межган, ахшиш гулдеш, букаш на паркинг, как хочу, мечаться, нахуй, мечаться, может, вообще Норвегия, хей, окас, мечаю, шишныряш, яц, цель почав, и цель, что есть, вдух-лукаш гулил, куда, да, хочу, паркинг, чем купать, я шиф, когда деши. Таракан, размножается даже. Там шукчихлаку, новчихам семду, новчихам бебшду, новчихам хайқалшдешду, дюшду, тихкышду, чор алдалдац, и галиште, дадуашду, и арбу сюил кёрчу, дадуашду, и бюгал, аюахшу, орпинс, дойча, мадар сурат аят дешло, массу метта. Хаскабетти, гочта деш, дига ухметишка, гочтин, давлахти, ду масалшдари. Та все школы знаешь. Шаде кумт яхкышду, инс кант лахкич, я это Zan sagt er, Shin sagt er, nis ach so, oder da düst, sicher, dach, du dies, dich wo. Das Auto wird, schade, kusch du, durch. Schon mette, gena, du. Iles tu ce, haibol, setz bi, ce ish nach malibe, orzena, weiße, ce, maschin, schnell, wamuchta. Zunder шук бог, цахашки, зузукети, iles tu ce, башлам, кибеш, исандеш, шусандеш. Шумячо России матхах шулилар, шу накол посадит русская община, шу ябехкан, русская община вас возьмет, подтянет и посадят вас на кол. Таких, как вы, шнырей, национал-предателей. Так всегда было, как Хасбулатова, как этого Руслана Закреева, бывший президент независимого государства Шалажи. Шусанил, вот как Беслана Гантемирова, как Ямадаевых, как Мавлади Байсаров, которого расстреляли в Москве. Русские никогда не прощают тем, кто хочет дружить с теми, которые служат на них. Вас всех посадят на кол. Это официально вам заявляет чеченская нация. Ильяс Туцаев.
Кол ты хорош, урдом. Ты это увидишь, прекрасно. Можем, да, с хаскиачин. Клинышками не можешь. Вот через рот у тебя кол выйдет вот так вот. Тебя посадят на колышке, как во времена этого их подлого, мерзкого Ивана Грозного, вместе со своими, как они, опричниками. Вот так через рот у тебя кол выскочит, у тебя обошла, но у тебя дурдукете. Так что прекращайте эту деструктивную работу в чеченской нации, в чеченской семье. Я закончил, к нам присоединился Донской, Закубанский, Кубанский, Задунайский, казак, наш брат мусульманин, ва Ахли Суна, ва Аль-Джама, православный, Дон Ахчи, Сунджинский. Есть что сказать? Всех на кол посадим. Ну, вот, видите, вот подтверждение наших слов. Уже машет шашкой, уже готов. Правильно, молодец, да. Продолжайте дальше, слушаем вас. Шнари пускай отработает в нашу пользу, потом всех на кол посадим. На кол посадим. Вы Дон Ахчи, наш... Дармоедов не содержать. Да. Так, все, за заявление. Дон Ахчи, наш сунжинский казак чеченского разлива, православный Ахлусуна Валь-Джама, Ихван родства не помнящего, мусульманин, официально заявляет. Ильяс Туцаев, Башлам, Зурзукете. Вот как вы отработаете, посредством русской общины он вас посадит на кол. И кол будет изо рта выходить еще. А кол будет Сталин через задний проход. Не так ли, Дон Ахчи? Все та же? И свиные головы на колу еще наколем. Вот видите, вот русский мир он такой, русский мир он таков, он ничего не прощает. Он никогда не прощает того и тех, которые хотят дружить с русскими, с русским миром. Русский мир он прекрасен в своем безобразии, в своей жестокости. Ну, понятно. И другое есть чем добавить до нашей? До нашей, все. До нашей ушел в глубокое подполье. К нам присоединилась Лилит. Лилит, у вас есть что им сказать? Украинская армия придет рано или поздно. И всех на кол посадит. Да. Я, если честно сказать, Дон Ахчи, что-то уверенности какой-то нету, что украинская армия что-то сделает. Что-то слабовато. Если будет разводить панику, и неверие, то и мы и до тебя доберемся. А я с вами, между прочим. Зачем до меня добираться? Я же вот рядом сижу. С вами сижу рядом. Зачем до меня добираться? Но нету что-то силушки, нету. Вот чувствуется, что вот это вот. Все, душка нету, продвижения нету, какой-то вот пессимизм полный на фронтах, что-то позиции сдаются. Я чувствую, что что-то не то. Зеленский что-то не то мутит тут. Как-то вот с Чермаком потому что это выгодно многим. Ты там в Америке сидишь, там ваши эти американские мрази. Как мы за Дональда. Нет, Дональд молодец. Он делает Америку великой. Гарантию Будапештского меморандума. Make America great again. Наблюдаем сговор между Штатами и Китаем. Наблюдаем сговор. Интересы наши, американцы. Донахчи. Вы там кто поубегали, я зайду быстрее вас туда, в Чечню зайду. А вас хрен потом оттуда с запада уберешь. Скажешь, не, мы тут посидим, ты там все сделай за нас, мы приедем, будем понты колотить там. Донахчи, прекращай это. Я, помнишь, тебе еще в прошлом году говорил, тебе, Карпенко, Залубкину, там, вам всем это... Кахпенко, да, прошу прощения, перепутал. Я вам говорил, прекращайте, а иначе мы приведем во власть Дональда Трампа, и наш мага вам покажет. Успокойтесь, успокойся, Донахчи. Иначе будет хуже. Дайте Иначе слово. будет хуже, я тебе говорю. Дайте слово. Как украинская армия зайдет. Да. Я вас в администрацию включаю уже заранее. Что вы оба не так, как Закаев, вот эти вот, а вы вернетесь в Чечню. Вернетесь на родину и будете работать плечо-плеч со мной. Я вас буду курировать. Донахчи, смотри, я военный аналитик. Донахчи, смотри,
Я военный аналитик, я политический аналитик. И я прогнозирую, как Жириновский, да, я пророк, новый пророк, и я тебя предупреждаю, если Так вы дальше не так будет, чтобы да, прибыл сразу, как только, чтобы через да, через 3 дня тебе сборы, шмотки собрал и так, прибыл на родину. Как только мы туда заходим. если дальше так Сидели, будет болтали там продолжать, по интернету, там, в Донавче, Америке, если ты, там, в Бельгии, если Франции. Донавче, если Как ты только мы зайдем в Чечню, Хахпенко, 3 дня мы все там Заловкин, если Хахпенко, Заловкин, если трое так дальше Знаете, я будете вас продолжать, объявлю дезертирами и предателями. следующая остановка будет Гуантанамо. Это мой прогноз на будущее. Зачем мне Карпинка? Чтобы вы на родину вернулись. Мы Беглецы. на родине. Земля Аллаха обширная. Это хватит тут демагогию разводить. Чтобы я вас видел там в Грозном на центральной площади. Построю вас и будем порядок наводить. Да, и шахматы я тебе шахматы принесу в камеру, хорошо? Чтобы тебе скучно не было сыграть с этими... Да, и шашку принесу, и шахматы, чтобы ты с этими двумя дятлами играл в комнате, да. Я возглавлю протекторат, и будете у меня работать в администрации. Да, вот именно, да. Одену у вас полосатую одежду, да, и будете корешами там. Чефир будете готовить. В случае освобождения вашей родины украинской армии, вот негодяев, вы на родину не собираетесь возвращаться, восстанавливать порядок, там, жизнь налаживать? Я тебе еще раз говорю, земля Аллаха обширная. Жить где хотим. Давай окончательно выходи из будувачества, потому что вы до конца из будувачества никто не вышел. У вас вот это опять в жопе. Так не нас туда прогнали. Вы же посредством ваших шашек. Подожди, Донавч. Вы же нас, вот русские, вот эти вот ваши мерзавцы, каторжники, насильники, маньяки, посредством хитрости туда нас закрыли. А теперь вы нас обвиняете в том, что мы мусульмане. Это как у вас получается? Мы вас загнали в ислам, мы вам будем мозги вышибать. Это наше. Мы православные, а мусульмане. Мы вас и выбьем из вас все вот эту дурь. Все понятно. А из православия будете нас убивать? Тебя Иисуса Христа. Сколько раз тебя лупануть, чтобы окончательно у тебя вышло из этого? А войско Аляха, Ассаляму, Вассаляму и Иисуса Христа, что там с ним будет? Так, давайте возвращаться будете на родину, как освободим украинскую армию. Потом вместе пойдем там, тех будем выбивать мозги. Слушаем, повинуемся, все. До нашей команды. А то как только дело касается, будете опять сидеть там в Америке, там, это, понты разводить, а я там буду бегать один с шашкой. Донавче, тебе вопрос. Давай, вы, коллега, первый, задайте вопрос. Первый вопрос, потом Кликс. А вот вы, казак, атаман, Лунжинский, Задунайский, какая у вас должность? Вы сотник, курень, кто вы вообще? Какая у вас должность? Нет, все это уже переименовался. Мы Ахчинахи. Все. Тейп Ахчинахов. Руководящий тейп будет административный Ахчинахи. Никакие атаманы. Понятно. Мы Ахчинахи называемся. Все. Хорошо. Ахчинайцы. Ахчинахи. Хорошо, Ахчинахи, хорошо. Донавче, у меня вопрос. Донавче, так как вы решили вместе с нами пойти в Дагестойл, да, вы выносите такфир Джуджукетти за то, что он разводит фитну между Уммой Мухаммада, саллаллаху алейхи салам? Я не буду разбираться там в сортах говна. Нет, так не пойдет. Мы хотим, чтобы ты вынес официально такфир этому Джуджукетти, который делает фитну между нашей Уммой. Так, давай, ты специалист по этим делам, тебя уполномачивают, тебя вынесут. Не спешите, у нас конструктивная беседа. Крикс, он хочет всех на кол без разбора. Дон Ахчи вот так вот, без разбора всех на кол. Русский мир устанавливает. Чисто по суне, да? Чисто по суне. Назовем это украинским.
Украинский мир назовем. Кто не пророка Мухаммада? Православие устанавливает, исламский шариат. У нас будет временная метрополия в Киеве. Это украинский мир будет. Никакого А русского где мира. командование? Москва будет Где будет сожжена. находиться главный штаб? Такфир выносишь Штаб или где нет? будет находиться? Ты этому фитначу такфир выносишь или нет? Знаете, Донахчи, Дзурдзукети сейчас выносите такфир присоединился. этому, Донахчи, говорите. Дзурдзукети выносите пришел. такфир Донахчи, этому вперед, фитначу. Ашку наголо. Ашку Вот наголо, он тут, Дзурдзукети зашел. Донахчи, вперед, да. Говорите ему все как есть. Все в лицо здесь сейчас можно. вынесите такфир этому Одессу хотел забрать. восьмидесятнику. Да, Так, ну, 80-ник хотел Украину, Одессу забрать. Вперед. Мгм. Вперед, говорите. Дзурдзукети вас слушает. За Одессу, пожалуйста. За Одессу, маму. Повторять 2 раза. Да вы как мои заместители, давайте повторите ему сами. Хорошо, а где будет главный штаб наших войск, вот, Адон Ахчинахов, вот, где это будет находиться? Управление, главное управление. В Киеве, в центре Киева, а там будет филиал у них. Все будет в Киеве. А вы же говорили, я национал-патриот чеченской нации, я Адон Ахчинах, и там, не знаю, Представительство, да. зачем нам Киев, А мы же в независимое Киеве главный штаб. суверенное Если вдруг государство. нас там разгромят, какой-нибудь налет будет, чтобы вся центральная документация, все списки всех агентов, шнырей, все были в Киеве. Нам какая выгода чеченцам от того, чтобы центры будут империи меняться, Киев, Москва, нам не выгодно, мы не согласны, мы не хотим. Нормально будем детей тут учить бесплатно. Всё. Временно, это все Нет, временно. нет, Потом нет. Или вы, всё наладится. давайте по-нашему разберемся, или вы наш казак, патриот, задунайский, донской, зауральский, дальневосточный, каспийский, Сунжинский, Гребенской, или вы уже украинец, это Бандеры, надо разбираться. Мы овчинахи. Овчинахи у нас 2 составляющие, украинская и чеченская. Все. Понятно. Дзурдзукети, вот Дон Ахчи хочет завоевать Чечню с Украиной. Вы Одессу будете брать? До Дербента. Вопрос вам. До Дербента. Идет на Дербент. Интересно, да? Дон Ахчи, Ахчинах идет казак до Дербента, а Чеченская Дзурдзукети на республика Одессу. будет от Владикавказа до Дербента. Чеченской республики. Дзурдзукети, пожалуйста, ответьте. Минимум до Дзурдзукети, Каспийской Одессу будем? Да. Да. Не, интересно, вот вообще карты вы перекраиваете карты в телеграм-каналах только так, дай бог. Вот Дзурдзукети берет Одессу. Ой, вы вообще молодцы. А Дон Ахчи до Каспийска идет, до Дербента. Дзурдзукети, что вы на это возразите, Дон Ахчи? Есть какая-нибудь ремарка? Или вы соглашаетесь с тем, что Дон Ахчи зайдет шашкой наголо, махая шашкой до Дербента? Прикидывает, кажется, да, Дзурдзукети? Там интернет слабо в России. Хорошо, ладно, понятно. Хорошо, ладно. Хоби махкой. Вай хаскамялди. Вай ду кумш дицен. Вай кома пайда дек дицен ритан. Дицен ду elf ритвен. Охчама сарна, ладу охчана. Дахле охчана, ладу ванболчана. Док боркалду. Далкенс. Биком больше нохчуком доглушчан. Дал яхи бертквел. Денисом ты его таха и олхо. Тачтуаль нохчуком хала уитил. Нохчуком мерш дохлин. Hoogdouwe, dat is door bergmobiel, daar je het echt delen, gos de pach is boesten. Hoe die die door gos de die Congress 96, when zwart ach de liter ham. Dat is die door 100 bussels, ne hoe jo ger dat door dus goed daar is dat is de steger ach is die jonia herbo jigerbo, dat check mo herbo. Dat ja hij werd keel, adik keel maar marshal. Daar is zo. Dat ik nou al zo.